Данная сессия будет рассматривать, какой прогресс сделан государствами-участниками ОБСЕ, чтобы привлекать к ответственности за применение пыток и другого бесчеловечного образования, включая обсуждение причин применения пыток. Будем заниматься также тем, как соблюдать права человека с точки зрения национальных и межнациональных попыток искоренить пытки, применяя международные механизмы не только на словах, но также и на практике. Мне очень приятно представить эксперта, который рассмотрит эту тему. Это будет своего рода введение в дискуссию, после чего вы будете выступать с обращениями. Госпожа Майя Фоа. Майя Фоа – это исполнительный директор организации «Реприв». Благодаря ее усилиям в ходе работы этой организации на протяжении 9 лет они защищали уязвимые лица от репрессий государства. Госпожа Майя Фоя и организация «Реприв» работают в разных регионах, присматриваются к ситуации отмены смертной казни, защита населения от вооруженных репрессий. Например, она также получила награду в 2015 году за оказание помощи фармацевтическим компаниям с точки зрения использования медикаментов для выполнения смертной казни при помощи инъекции. Она получила также премию в 2018 году. Ричард Брансон называет Майю одной из 65 самых впечатляющих, вдохновляющих людей в мире. Она выпускник Оксфордского университета, факультета юридического, является также специалистом по вопросам литературы в одном из колледжей. Уважаемые дамы и господа, хочу напомнить правила, которыми мы руководствуемся во время заседания. Сначала выслушаем введение, которое будет длиться 7 минут примерно. Это будет вводная речь. Затем в соответствии с списком и в соответствии с известными правилами выступления могут длиться максимум 3 минуты. Слово предоставляется госпоже Майе Фоа. Огромное спасибо, госпожа посол. Большое спасибо, дорогие участники, за присутствие. За десятилетия, прошедшие после трагических событий 11 сентября, мы стали свидетелями глобального усиления мер безопасности в ущерб защите основных прав человека. Последствия этого перекоса разрушительны. Правительства по всему миру, включая государства-участники ОБСЕ, которые в прошлом соблюдали международное право прав человека, все чаще ссылаются на национальную безопасность, чтобы оправдать нарушение прав человека. Одним из наиболее опасных последствий этого изменения является растущая готовность государств отступать от запрета на применение пыток, который должен быть абсолютным. Запрет на применение пыток в соответствии с международным правом является абсолютным. От него нельзя отступать во время войны или чрезвычайного положения в стране. Тем не менее, государство регулярно относится к лицам, обвиняемым в террористических преступлениях, как к низшей категории людей и узаконивает их пытки, выдачу другого государства, бесчеловечное обращение и бессрочное содержание под стражей. База в заливе Гуантанамо давно создала длительный прецедент безнаказанного нарушения правительствами запрета на применение пыток. Несмотря на вопиющее нарушение права человека, совершенное там, незаконный тюремный лагерь остается открытым по сей день и содержит заключенных.
Бывший специальный докладчик ООН по вопросу о продвижении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом сообщает, что систематические пытки в Гуантанамо способствовали отсутствию соответствующего международному праву внутреннего надзора и подотчетности. Отсутствие ответственности стало укоренившейся чертой современных режимов безопасности. Беспрепятственное сотрудничество в сфере безопасности способствовало размыванию принципа недопустимости применения пыток. Обмен разведданными между государствами часто осуществляется без надлежащих гарантий предотвращения пыток. Из-за секретности операций служб безопасности жертвы часто не знают о причастности государства к жестокому обращению с ними, что лишает их доступа к правосудию или возмещению ущерба. Например, политика Соединенного Королевства в отношении задержания и допроса заключенных за рубежом не содержит прямого запрета на обмен разведданными, даже если существует реальный риск применения пыток или жестокого обращения. В результате Великобритания допускает возможность пыток своих граждан за рубежом. Особую тревогу вызывает дело господина Джактара Сингха Джохала, гражданина Соединенного Королевства, который был похищен в 2017 году правоохранительными органами в Индии. С момента похищения господин Джахал подвергался жестоким пыткам и был произвольно задержан. Есть основания полагать, что Великобритания могла предоставить разведданные, которые способствовали жестокому обращению с ним и приговору к смертной казни, что связано с тем, что не существует прозрачность и подотчетность в данном случае. Когда государства говорят о том, что они применяют это по причине безопасности, это означает, что могут применяться пытки. Это говорит о том, что в некоторых странах опять вводится смертная казнь, несмотря на то, что смертная казнь является нарушением прав человека. Также эмоциональные переживания, связанные с вынесением смертного приговора, представляют собой феномен камеры смертников и могут представлять собой пытки или бесчеловечное обращение. В 2012 году бывший специальный докладчик по вопросу о пытках выявил, что международные стандарты движутся в направлении признания смертной казни нарушением запрета на пытки как таковые. Как никогда существует риск отказа от этих прогрессивных стандартов. Только за последний год число смертных казней в мире выросло на 31%. Ослабление международных стандартов в области прав человека дало возможность действовать самым плодовитым палачам в мире. Саудовская Аравия активизировала казни, например, часто ссылаясь на законы о борьбе с терроризмом, чтобы выносить смертный приговор за преступления, которые не привели к убийствам и подавляет инакомыслие. В настоящее время Саудовская Аравия претендует на место в Совете ООН по правам человека, несмотря на то, что за календарный год они казнили больше людей, чем когда-либо. На сегодняшний день в стране приведено в исполнение более 200 смертных приговоров, в том числе 114 за последние 3 месяца. Государства-участники ОБСЕ, многие из которых были в авангарде глобальных усилий против смертной казни, должны быть глубоко обеспокоены ослаблением норм, которые разрешают одному из главных палачей позиционировать себя в качестве знаменосца прав человека. Наибольшую цену за ослабление защиты прав человека во имя безопасности несут наиболее уязвимые слои населения. Распространение государствами-участниками ОБСЕ беспилотников за пределами зон вооруженных конфликтов привело к разрушению целых общин в Йемене, Сомали, Пакистане и Ливии. Американские беспилотники убивали сотни ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей. Хотя эти внесудебные казни редко признаются правительством США, они являются неоспоримым фактом для тысяч людей, которые живут в постоянном ужасе и боятся выходить из дому. Ситуация на северо-востоке Сирии еще раз демонстрирует бесчеловечность обмена прав человека на безопасность. Места заключения на северо-востоке Сирии, включая печально известные лагеря Аль-Хол и Родж, являются местами массового произвольного содержания под стражей. Почти 60 тысяч человек, включая почти 30 тысяч детей, содержатся в течение неопределенного времени без предъявления обвинений и суда. Примерно 80% задержанных – это дети младше 12 лет.
Многие из них содержатся под стражей лишь в силу обстоятельств их задержания, что приводит к тому, что большое количество жертв ИГИЛ оказываются под стражей. Как отметил Верховный комиссар ООН по правам человека, многие из задержанных на северо-востоке Сирии были проданы в рабство или принуждены к браку, сексуальному рабству и другим видам эксплуатации. Расследования, проведенные моей организацией «Реприв», показали, что более 60% британских женщин, содержащихся в лагерях, вероятно, являются жертвами торговли людьми. Условия содержания в лагерях ужасны. Дети подвергаются бесчеловечному обращению, насилию и лишены самого необходимого – еды, воды, медицинской помощи и образования. Тюрьмы, где содержатся заключенные мужчины, являются местами пыток и крайних лишений, что приводит к тысячам смертей. Несмотря на то, что северо-восточная Сирия является крупнейшим в мире местом содержания детей под стражей в целях борьбы с терроризмом, и несмотря на явное свидетельство пыток, жестокого обращения и нарушения принципа ненаказывания жертв торговли людьми, государства-участники ОБСЕ в основном бездействуют. Вместо того, чтобы репатриировать своих граждан, многие из которых являются представителями уязвимых групп, государства клеймят их как угрозу безопасности, на перегонки лишают их гражданства и оставляют томиться в этих учреждениях, которые по праву называют европейским Гуантанамо. Режимы безопасности, пренебрегающие правами человека, подрывают верховенство права, подрывают доверие общества к системе правосудия и в конечном итоге угрожают демократическому порядку, который лежит в основе подлинной безопасности. Государства-участники ОБСЕ должны сыграть важную роль в отстаивании права против пыток, не допуская отступления. Это включает в себя обеспечение того, чтобы сотрудничество в сфере безопасности никогда не приводило к жестокому обращению, чтобы жертвы пыток получали доступ к эффективным средствам правовой защиты, включая полную прозрачность в отношении того, как способствовать искоренению жестокого обращения. Важно, чтобы государства-участники ОБСЕ в срочном порядке способствовали добровольной репатриации своих граждан из мест заключения на северо-востоке Сирии, выступали за закрытие лагеря Гуантанамо. Огромное спасибо за ваше участие в этой дискуссии и спасибо. Thank you very much. Благодарю вас большое. Спасибо, Майя. Благодарю вас, Майя Фоя, за это очень важное введение в эту сложную тему. Прежде чем мы перейдем к выступающим, напоминаю вам о следующих правилах нашей встречи. Во-первых, когда вам предоставляется слово, пожалуйста, представьтесь. Скажите, пожалуйста, представьтесь, какую организацию вы представляете. Во-вторых, вы можете выступать исключительно от имени организации, при которой вы зарегистрированы. В ходе участия в этой конференции вам будет предоставлено 3 минуты времени, не больше. Согласно с списком, 3 минуты, возможно, будет достаточно, однако, если будет больше желающих выступить, может быть и так, что мы сократим время выступления. Пожалуйста, будьте кратки и, пожалуйста, выступайте по теме. И для облегчения работы переводчиков, пожалуйста, говорите четко и медленно. И мы будем выступать в уважительном духе, согласно с кодексом поведения в ходе этой конференции. Все участники конференции также могут представлять свои документы в электронном виде на соответствующую платформу, которая вам хорошо известна, и таким образом тексты ваших выступлений будут позднее распространены среди участников. Делегация могут воспользоваться правом ответа на замечания других участников в ходе этой сессии в соответствии с правилами встречи. И с правом на ответ следует воспользоваться в письменном виде, направляя соответствующее уведомление онлайн. И только зарегистрированные участники, которые желают поднять вопрос по процедуральному вопросу, могут сделать это напрямую посредством своего представителя в зале, но не выступая в зале, а посредством представителя данного государства. И дополнительная информация находится на веб-сайте нашей конференции,
которые содержат правила ведения общения. И после предыдущего пленарного заседания мы получили 3 письменных заявления воспользоваться правом ответа от имени Литвы, Соединенного Королевства и Грузии. И теперь, прежде чем я предоставлю вам слово, я обращаю ваше внимание на то, что перечень выступающих уже доступен. Список выступающих находится в пленарном зале, а также на платформе онлайн, о чем я уже говорила. Хорошо, и теперь сначала слово предоставляется политическому движению оппозиции Эркин Узбекистан, освободить Узбекистан. И прошу подготовиться Соединенные Штаты Америки. Эркин Узбекистан, пожалуйста, вам слово. Спасибо, госпожа модератор. Доброе утро, дамы и господа, уважаемые коллеги. Мне очень приятно вас всех видеть. Имею честь представиться. Хасанбой Бурханов, основатель и лидер политического оппозиционного движения Эркин Узбекистан. На вчерашней сессии, не называя своего имени и представившись представителем гражданского общества, член узбекской делегации упомянула мое имя. Ее зовут Сайора Хаджаева. Она вот сидит вот здесь, в ряду гонга организации. Она имеет звание полковника юстиции. Работала в органах прокуратуры Узбекистана, в Министерстве юстиции Узбекистана. Работала заместителем губернатора Ташкентской области. Работала заместителем председателя Центрального избирательного комитета Узбекистана. В настоящее время Сайора Хаджаева занимает должность директора Института демократии и прав человека Узбекистана. Но она вчера назвала не настоящую свою работу. Она является ярым представителем русского мира в Узбекистане. И этот человек претендует на звание представителя гражданского общества. Уважаемые коллеги, я неоднократно говорил о том, что узбекские власти используют методы репрессий, угроз и шантажа против свободных голосов Узбекистана. Я считаю, что... Excuse me, sir. I would kindly like to remind... Уважаемый господин, напоминаю вам о том, чтобы выступать по заданной теме. Пожалуйста, выступайте в соответствии с обсуждаемой темой в ходе этого пленарного заседания. Благодарю вас. Спасибо, госпожа модератор, что вы меня поправили, но вы представляете, что они делают здесь, обманывая мировое сообщество, и какие методы они используют в Узбекистане, чтобы загасить свободный голос людей, которые хотят построить свободный Узбекистан, которые отстаивают свои права. В Узбекистане пытки, угрозы, убийства стало нормой, потому что узбекские власти, так же как и другие авторитарные страны, используют достижения демократических государств для борьбы с инакомыслием. Но, к большому сожалению, мировое сообщество и демократические страны не имеют симметричных методов борьбы с авторитарными странами. Я призываю коллег и представителей демократических государств, чтобы они учитывали при приглашении так называемых гонга-организаций на международные мероприятия такого ранга. К большому сожалению, я не смог сегодня озвучить подготовленный мной доклад из-за того, что узбекские власти приложили для этого максимум усилий. Спасибо за внимание. Благодарю вас за ваше заявление. Слово предоставляется США. Затем Центр экономического развития США. Вам слово. Благодарю вас, госпожа координатор. США привержена остановке применения пыток во всем мире. Мы должны поддерживать переживших. Мы также будем стремиться к полной реализации министерского решения, принятого в Тиране в 2020 году. Государства-участники продолжают, однако, использовать пытки и другое жестокое обращение. На прошлой неделе комиссар по расследованиям ООН по вопросам Украины отметил также дополнительные доказательства широкомасштабного системного использования пыток российскими властями против гражданских лиц и военнопленных. Европейский суд признал, что Россия нарушает международное право,
связанные с жестоким обращением, а также в связи с задержанием украинского военного персонала, но также и гражданских лиц. И никто не знает, какова их судьба, где они находятся. Также в июльском отчете БДИПЧ свидетели и пережившие представляют информацию о сексуальном насильстве против мужчин и женщин, находящихся в заключении. Мы должны привести к наказанию тех, кто несет ответственность за несудебные убийства, а также широкомасштабное применение пыток, а также против лиц ЛГБТQI в Чечне, в том числе также в связи с делом Максима Лапунова. В Беларуси власти используют пытки, а также жестоко обращаются с тысячами после событий в 2020 году, связанных с выборами. Многие из 1400 политических заключенных встречаются с избиениями, а также не получают неотложной медицинской помощи. Мария Колесникова почти умерла от кровоистечения. У нее не было контакта со своей семьей и друзьями и юристами. Виктор Барбарика попал в больницу с симптомами физического жестокого обращения настолько ужасными, что когда его видели врачи, они не могли его опознать. Как Колесникова и Барбарика, многие другие также находятся без контактов. В прошлом году в Азербайджане правоохранительные органы также по обвинениям жестоко обращались, а также угрожали сексуальное насильство по отношению к Агали Яхаев, политическому оппозиционеру. Точно так же служба безопасности в Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане используют пытки и редко привлекается к ответственности. Мы обращаем внимание на то, что Туркменистан также следует поинформировать о судьбе свыше сотни человек, которые пропали в пенитенциарной системе, в некоторых случаях еще целое десятилетие тому назад. Мы также обеспокоены состоянием здоровья Мансура Мингелова, который в течение 22 лет находится в заключении в связи с документированием злоупотребления в Казахстане. Многие правоохранительные органы также были осуждены за применение пыток по отношению к заключенным после событий в 2022 году, однако потом дела были приостановлены. Благодарю вас за внимание. Огромное спасибо за ваше обращение. Теперь предоставляется слово Центру экономического и социального развития. После них Coordinación de Sanación de Particular Liberté Conscience. Огромное спасибо. Центр экономического и социального развития. Сегодня я хотела бы обсудить взаимосвязанные вопросы, то есть соблюдение прав человека и борьба с терроризмом. Это два вызова, которые взаимосвязаны с точки зрения соблюдения прав человека, и отдельное государство и международное сообщество должны правильно рассматривать эти вопросы. Мы хотим, чтобы были построены справедливые, открытые общества. Права человека — это универсальные, неотъемлемые, основополагающие права каждого человека, независимо от расы, от гендера, от какого-либо другого статуса. Борьба с терроризмом приводит к тому, что нарушаются права человека во Франции и в Германии, где исламофобские инциденты в 2023 году выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. И надо серьезно обратить на это внимание. Говоря о том, что они борются с терроризмом, они ограничивают права свободы собраний и объединений, свободы выражения мнения, и представители меньшинств преследуются. Эти меры не только подрывают основные права, это создает плодотворную почву для экстремизма и радикализации, то есть во многих уголках Европы растут правые политические силы. Необходимо защищать права человека. НПО, активисты, гражданское общество делают все возможное, чтобы фиксировать нарушение прав человека и призывают к справедливости. Государство и правительство обязаны соблюдать права человека, они обязаны соблюдать международные стандарты и отказываться от применения насильственных методов и воздерживаться от нарушения прав человека.
при борьбе с терроризмом мы должны иметь такой подход, где противодействие радикализации и экстремизму с соблюдением прав человека должны применяться, и борьба с бедностью вместо того, чтобы проводить такой подход. Спасибо. Благодарю вас за ваше заявление. Теперь слово предоставляется организации Coordination des associations et particuliers pour la liberté conscience. Выступление на французском языке. Перевода нет с французского языка. Благодарю вас. Институциональные пытки могут приобретать различные формы. И особенно важным является проявление, когда контроль и идеология являются более важными, чем достоинство человека. Говорим о случае деятельности французской полиции и отношения к румынским лицам, занимающимся йогой. Это в отчете, при котором представлен HRWF, представляется подробная информация о том, каким образом полиция на основе идеологических предубеждений по отношению к духовным религиозным меньшинствам провела несоответствующие насильственные рейды на жилые помещения этой общины. Эта община была подвержена нечеловеческим условиям содержания в заключении, также предупрежденным допросам, а также полному несоблюдению их прав и соответствующего должного процесса. В этом случае мы обращаем внимание на предупреждение со стороны французского агентства. Это очень сильно также влияет на то, показывает, каким образом правительство подходит к религиозным меньшинствам. Это предупреждение также привело к дальнейшим преследованиям таких групп, как практики йоги. В этом случае полиция действовала в качестве правоохранительного органа, однако их деятельность была подвержена идеологическим искажениям. Мы призываем Францию срочно пересмотреть их подход к религиозным меньшинствам, также обеспечить соответствующую учебную подготовку и практики в действии полиции, а также судебных органов и действовать в соответствии с правами человека и верховенством права. Только тогда мы будем в состоянии предотвратить институциональное применение пыток по отношению к уязвимым группам. Благодарю вас. Déclaration. Огромное спасибо. Слово предоставляется Дании от имени ЕС, а затем Украинский Хельсинский союз прав человека. Дания, вам слово. Огромное спасибо, госпожа модератор. Следующие государства поддерживают обращение ЕС: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Андорра, Сан-Марино. Это краткое обращение, полная версия доступна в режиме онлайн. Пытка – это ужаснейшее нарушение прав человека и достоинства человека, нарушает права безопасности человека, которые были приняты во время заседания СБСЕ. Запрет пыток является абсолютным, и невозможны никакие отступления от этого принципа. Захватническая война ведется Россией против Украины. Это имеет огромные последствия для нарушения прав человека. Московский механизм подчеркивает, что зафиксированы испытки пыток по отношению к задержанным представителям гражданского населения, в частности. В предыдущих докладах на тему зафиксированных случаев упоминаются также другие жестокие преступления, как, например, произвольное задержание, насильственное исчезновение и другие. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ, чтобы поддерживать подход, основанный на тех, кто пострадал от пыток, то есть пережившие пытки должны быть в центре нашего внимания, и необходимо расследовать эти преступления, как прописано в наших принципах. ЕС обеспокоен тем, что применяются пытки в Беларуси против политзаключенных под поводом, что это борьба с терроризмом и экстремизмом. 6 политзаключенных погибли в тюрьмах и уголовных колониях в Беларуси. Мы считаем, что надо отойти от смертной казни.
даже если кто-то обвиняется в государственной измене. ЕС призывает к отмене смертной казни, несмотря на какие-либо обстоятельства. Мораторий на смертную казнь иногда является первым шагом на этом пути. Мы требуем отмены смертной казни во всех странах и будем поддерживать, что минимальные международные стандарты необходимо соблюдать. Мы рекомендуем также США ввести мораторий на смертную казнь, а потом ее отмену. Спасибо. Thank you, Madam. Благодарю вас. И слово предоставляю Украинскому союзу Хельсинского прав человека. И прошу подготовиться Citizen Public Union. Александр Павличенко, Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Мы говорим о применении пыток в контексте войны, которая началась в 2014 году. И также продолжается в ходе полномасштабного вторжения с 2022 года. Мы зарегистрировали многие случаи задержания гражданских лиц, а также военнопленных. Эту деятельность проводит наша организация. Мы документируем также многие случаи, которые позднее уже рассматриваются в ходе расследования. Могу представить один пример. Например, в течение одного дня в государственном то есть, когда мы смотрим на, например, первые дни содержания лиц, как гражданских, так и военнопленных, причем есть множественные факты избиения, применения пыток, а также есть информация о других практиках. Всего лишь только один краткий пример в последнем отчете, который был подготовлен комиссаром ООН по вопросам агрессии против Украины, отмечается, что около 95% военнопленных, которые вернулись в Украину, пострадали от применения пыток. И согласно нашим регистрам, мы считаем, что это около 100%. То есть пребывание в местах лишения свободы в Российской Федерации, как в случае гражданских лиц, так и военнопленных, означает подвержение пыткам. И краткий вызов, во-первых, независимый мониторинг условий пребывания в местах лишения свободы должен быть установлен. Во-вторых, следует регистрировать все факты таких практик. И в-третьих, следует привлечь виновных к ответственности в ходе соответствующей судебной процедуры. Might be the focus of this. И еще одна тема, которую мы будем обсуждать в ходе дополнительной встречи, которую проводит наша встреча, именно мы будем говорить о военных преступлениях, связанных с бомбардировкой, уничтожением, расширением медицинских центров, например, 1864 медицинских учреждений были повреждены в результате нападения, а 216 из этих центров были полностью разрушены. На этом я завершаю и приглашаю вас к участию в дополнительной встрече 9 октября на этой неделе. Благодарю вас. Musa. Огромное спасибо. Теперь слово предоставляется Общественному союзу социального обеспечения и граждан, после чего Центральноазиатский форум прогресса и интеграции. Я представляю Общественный союз социального обеспечения и граждан. Отмена и искоренение пыток необходимы для соблюдения прав человека. Пытки запрещены по международному праву и применяется целый ряд механизмов, чтобы бороться с этим ужасным преступлением. В Нагорном Карабахе мы наблюдали, что солдаты подвергались пыткам. В рамках этого конфликта зафиксировано, что гражданское население и азербайджанские солдаты стали жертвами бесчеловечного отношения к ним.
Война в Нагорном Карабахе это случай такого рода преступлений по отношению к азербайджанским жителям. Нельзя даже посмотреть видеозаписи, где показаны пытки азербайджанцев. Эти видео загружались в интернет и распространялись в соцсетях, и армяне смеялись, глумились над азербайджанцами. Азербайджанские солдаты, которые были задержаны армянскими силами, по отношению к ним применялось насилие. И есть зафиксированные случаи, когда военнопленные избивались, по отношению к ним применялся электрошокер. Также другие способы пыток имели место. Азербайджанские солдаты иногда находились в ужасных условиях, у них не было доступа к медицинской помощи, к туалету и другим основным средствам. Это бесчеловечное, унижающее достоинство обращение. Те, кто были задержаны в Армении, затем вернулись в Азербайджан, прошли медосмотр для того, чтобы зафиксировать последствия такого их содержания в унижающих достоинство условиях. Физические пытки и бесчеловечное обращение не рассматривается армянскими властями. Международное право, в том числе международное гуманитарное право, в том числе Женевская конвенция, осуждают применение пыток, которые отменены и от которых необходимо отказаться. Пытка, бесчеловечное обращение во время Нагорно-Карабахского конфликта оставила огромные следы на психике и физическом здоровье жителей и солдат. И мы говорим о том, что нарушаются права, необходимо привлечь к ответственности армянских преступников, которые совершали эти пытки. Мы обращаемся к представителям гражданского общества и к ОБСЕ, чтобы обеспечить объективность по составлению докладов о ситуации в постконфликтном регионе. Спасибо. Благодарю вас. И слово предоставляется NGO Central Asia Progress и форум интеграция, и затем права и свобода граждан Туркменистана. Доброе утро. Меня зовут Шахмаза, я представитель форума, Центральноазиатского форума прогресса и интеграции. Следует признать, что Узбекистан предпринимает действия к введению верховенства права. И наш индекс верховенства права повысился, постоянно повышается в течение предыдущих 7 лет, согласно с индексом по верховенству права за 2023 год. Узбекистан на 78-м месте из 142 государств. И это переход на 7 мест выше в течение года. Узбекистан также добился улучшений в таких сферах, как ответственность правительства, а также соблюдение фундаментальных основополагающих прав, а также судебной системы. Однако также есть информация, связанная с преследованием карабахского меньшинства. И когда мы проверили идентичность этих лиц, то среди лиц, которые говорили о этих преследуемых, это мы проверили, кто из них граждане Узбекистана, например, госпожа Юрташева, активистка, она узбечка, однако это говорит о том, что есть также несоответствующие и ложные сведения о преследовании карабахского населения. Также есть попытки избежать ответственности за нарушение. Довольно-таки часто некоторые представляют себя в качестве активистов, однако на самом деле это все-таки приводит также к ложным обвинениям. Карабахаки равно представлены вместе с узбеками, точно так же, как узбеки во всех правительственных органах. Они работают в администрации правоохранительных органов, и карабахское население не поддается преследованию. И наши друзья из Карабахстана могут это подтвердить. Статья 8 Конституции Республики Узбекистана подчеркивает
International reconciliation standards ensuring equality and eliminating discrimination in labor and employment. The legislation provides conditions for سلام و درود. سلام و درود. شبینان امیدوارم آواز لیست درست آواز هست. امروز روز چهارم کنفرانس وارشاوا سامیت OBSE که در استانبول برگزار شده اسپانیا است. 4 روز میگذرد. یا روز چهارم است و دیده ایستادیم که در این در روی من یک اکران کلمه است که در داخل تالار جلسه کیها گفته کیها سخنرانی دارند Здравствуйте, дорогие участники. Я امروز موضوع درباره شکنجه زندانیان سیاسی و همچنین موضوع در سه موضوع با هم کردند و موضوعهای خیلی موضوع مهم است و چون در کردستان ما و شما هم بیش از 1000 نفر زندانیان سیاسی وجود دارند دیگه نمونه که با حکومت اقامت رحمت نیستند و یا منطقهشون از موضعی حکومت جمهوری تاجیکستان فرق دارد آزاداندهشان و واقعی که واقعی خطر دارند آنها زندان هستند و همه مشروع جامعه مثل ژورنالیستان، بلوگرها، نویسندگان، مهاجران، امام خطیبان، دانشجو، تاجر و همه قشر جامعه در زندانهای تاجیکستان زندانی هستند و زندانیان سیاسی میشماریم و همچنین دیگر سازمان‌های بین‌الملل از جمله ترک، اروپا، سازمان ملل متحد این گونه شخصان که به عقیده سیاسی و رفتارهای سیاسی و به عقیده سیاسی زندان شدند و زندانی سیاسی میشماریم. و گفتیم که 1000 نفر ما زندانیان سیاسی داریم که بعضی از به عمد گرفتند از حزب نهضت اسلامی دیگر نفرهایی که مقابلت به سانکسیون حکومت امام رحمانوف کرده‌اند مثل خالباش و دیگران اونها هم امر تبدیل به ابد زندانی شدند و دیگر نفرهایی هست که 25 سال 28 سال یا کمتر از این به زندان گرفتند و ببینید که ما هم در این کنفرانس OBSE چندین اقصا رو آماده کردیم از اقصای زندانیان سیاسی و در بعضی از جلسه های خرد یا تالارهایی که مخصوص به پایمالش حقوق انسان و زندانیان سیاسی یا دیگر موضوعهایی که وابسته به شکنجه و وابسته به بازداشت‌ها هست این عکس‌ها رو نمایش می‌دهیم و در مورد شخصیت‌های این نفرها می‌گذاریم. ببینید که این عکس‌هایی که ما آماده کردیم به مثل پیام‌الدین عوض که برادر ما سال 2015 از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و سال 2015 بازداشت شد
با گناهی اعضای حزب نیازنده اسلامی تاجیکستان بودند و 25 سال می زندان گرفته است. لکه تقریبا 10 سال می شود که در اسارت امام علی رحمانوف قرار دارد. چیزی که همه شما میدانید زندان بودن اصلا خودش شکنجه است و باعث افسوس است که کارمندان زندانی ها حتی دست به شکنجه میزنند، دست به عذاب دادن این برادران میزنند که بعضی از معلومات های ما این برادر عزیزی ما خیلی بیمار است، بیمار فشار بلندی، بیمار چشم دارد و پروردگار از پروردگار دعا کنیم که این برادر هرچه زودتر از اسارت رحمان آزاد شود. دیگر از برادران ما، برادر استاد ما، رهبر معاون اول رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احمد علی حیید است که برای همه مردم و ملت تاجیک این شخصیت شناس است. غیر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند، نفر ژورنالیست یعنی روزنامه‌نگار موفق بودند و با حرفای حق و با حرفای متشن خود یعنی حقیقت و از حقیقت و از آزادی گفتند که با امر تقدیر به حکم ابد زندانی شدند. سال 2015 16 سپتامبر سال 2016 بازداشت شدند و عیناً حالا 2 سال و 10 سال میشود که در اسارت امام رحمانوف است و چخیلی گفتیم حکم ابد گرفتند و یکی از قهرمانان ملت تاجیک هستند. حتی در کتاب احمدشاه مسعود ذکر احمد علی حیید می‌آید که اونهایی که حکومت شوروی و کشور افغانستان با تجاوز کرده بود و عسکرها حربی ها وارد افغانستان شده بود. محمد علی حیید همچون در وقت فعالیت میکرد و از کارنامه های این شخص بزرگ در کتاب احمدشاه مسعود هم ذکر شده است. واقعا فرزانه ملت یکی از بهترین های ملت است که امروز باعث افسوس است که در زندان یا اسارت امام علی رحمانوف قرار دارد و انشاءالله امیدوار هستیم که پروردگار هر چیز زودتر بزرگان ما را آزاد کند. دیگر در نزد ما عکس استاد سیدالله حسینی است که برای این شخصیت هم برای مردم و ملت شناس است. سال 2010 و 2015 عضو مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نیز بودند و در از منطقه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نیز حقیقت و می گفتند و یکی از دفاعگران دین مفلس اسلام عزیز شناخته شده است و انشاءالله دعا کنیم که هرچه تیزتر از اسارت امام علی رحمانوف آزاد شود. این نفر نیز امر تقدیر و حبس یا حکم ابد در نزد ما تقریبا باز اقسام دیگر زندانیان سیاسی هست که در بعد چند لحظه باز اقسام دیگر زندانیان سیاسی را در این تلویزیون یا در این فیلم
نشون خواهیم داد و در اینجا کمتر بودن با آقایان من دیگه زیادتر هستم و در روبروی من تلویزیون با وزیر بلند حرف نیست کمتر صحبت کردن هم در این حالت دشمنتر است ولی ضرور کوشش میکنیم که صحبت خودمون دهیم چقدر که گفتیم امروز موضوع در سامیت OBSE در باره شکنجه در باره زندانیان سیاسی در باره زندانی‌ها و در باره تروریسم و اکستریمیسم می باشد و حالا یکی از برادران ما از منطقه ما از آسیای مرکزی باز نزدیکتر شدیم از آسیای مرکزی برادر ما شیدنی و سرگر حقوق انسان که در این سامیت OBSE اشتراک دارند و دیروز صحبت این سفر رو درباره مهاجرین درباره مهاجرین و درباره اون مصیبت‌ها و مشکلات‌هایی که در ترکمنستان هست در آنجا گفتند و می‌خواهم که با زبان روسی این دوست ما صحبت کنیم. السلام علیکم. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва Как поживаете? Спасибо, хорошо, отлично. Как говорится, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Пока Аллах нам дает жить, мы будем жить. Как это в частности будем. Благодарю вас, брат, за то, что вы приняли наше приглашение и на наш канал. Мы хотим с вами побеседовать на нашем канале и сначала хотели попросить, сначала я хотел бы представить нашим телезрителям, кто вы и кого представляете, чтобы наши зрители слушали вас, познакомились с вами. Имя мое Сардар, я туркмен или туркоман, или туркмен, или как это по-разному везде называют, вас из Туркменистана. Борюсь не только за права и свободу, а борюсь против зла, как говорится, «Эмр бил маруф, нахи анил мункар», как приказал нам Аллах и как наказал нам в своем сунне пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Если вы видите зло, имеете силу, уберите его. Если не можете убрать силы, то говорите об этом везде, чтобы все знали. Но если хотя бы и это не знаете, то хотя бы не можете это в сердце своем говорить, делайте пусть, что это зло и неправильно. Так что в данный момент, алхамдулиллах, у нас есть возможность выступать, чтобы говорить об этом на весь мир. Польза нам от этого, от интернета, от остальных медиа. И, конечно же, год один раз проходит на ОБСЕ, права человека, демократические ценности, где мы стараемся во всю силу сказать, но и одновременно же донести до граждан Туркменистана, чтобы они услышали, чтобы не только граждане других стран тоже узнали, что у нас в стране есть учительные путки и все остальное. Ну, в общем, как вам сказать, если я сейчас начну рассказывать то, что происходит в Туркменистане, любой таджик в Таджикистане, который живет, он скажет, это то же самое у нас и происходит. Я вот так вот. Да, правильно говорите, брат Сардар. Еще раз очень благодарю. Очень приятно даже говорить. Мы вчера слушали ваши выступления в саммите OBSE. На самом деле, сегодня сейчас наш председатель, лидер Национального альянса Таджикистана сейчас выступает. Можете чуть-чуть подождем? Да, абсолютно. Послушаем вместе. Слушаем вместе, потом поговорим. Дамы и господа, к сожалению, растущая угроза терроризма – это реальность нашей сегодняшней жизни. Также всем известно, что некоторые государства-члены OBSE используют борьбу с терроризмом для подавления инакомыслия, борьбы с оппозицией и гражданского общества. Эксперты всегда предупреждали, что использование лозунга борьбы с терроризмом как политический инструмент
для подавления свободы собственных граждан может привести к обратному результату, что мы видим сегодня на примере Таджикистана. Власти страны за последние годы посадили в тюрьму сотни оппозиционеров, журналистов, адвокатов и простых граждан по выдуманным обвинениям, связанным с терроризмом, экстремизмом, включая моих коллег и сторонников. В то время как основные причины возникновения и роста экстремизма, как безработица, коррупция, семейное правление страны и отсутствие свобод, остаются нерешенными. Власти Таджикистана не только игнорируют мнения и рекомендации международных и отечественных экспертов, но и усиливают давление на инакомыслие и оппонентов. Более того, они научились использовать международную и региональную политическую ситуацию, международные правовые и финансовые механизмы по борьбе с терроризмом, а также нерешительность международного сообщества в свою пользу. Мы оказались в Таджикистане в замкнутом круге, где с одной стороны действия властей Таджикистана порождает радикализм и терроризм, и с другой стороны необходимая и неизбежная борьба с терроризмом в свою очередь используется как повод для расправы над оппозиционерами, активистами и инакомыслия. Дорогие друзья, этот замкнутый круг и то, что таджикская молодежь, особенно наши мигранты в России, превратилась в человеческий ресурс террористических организаций, это не случайное явление и не результат одного года. Это результат 30-летнего правления Рахмона, узурпации власти со стороны одной семьи. Это результат уничтожения гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ. И самое печальное – это результат бездействия и безразличия международного сообщества. Мы раньше рекомендовали из этой трибуны, еще раз повторяем, что пора запускать московский механизм ОБСЕ по трагическим событиям в Горном Бадахшане Таджикистана. Также использовать все необходимые меры для того, чтобы вывести Таджикистан из этого замкнутого круга, созданного режимом Рахмоновым. Спасибо. Благодарю вас. Я сейчас предлагаю, что вы расскажете. Брат Сардан, вы сейчас мы послушали председателя Национального альянса Таджикистана Мухиддина Джабери, то, что он здесь сказал о терроризме, о использовании инструмент терроризма для своих целей наши диктаторы и в Таджикистане, и в Туркменистане, и во всем Центральной Азии. Это как инструмент для них очень такой, можно сказать, такой доступный и очень хорошо используют против инакомыслия, против нас. И я хочу вот такой вопрос задать вам. Для наших телезрителей я хотел бы коротко сказать о ситуации по правам человека в Туркменистане. Ну, о каких правах мы можем говорить, когда этих прав абсолютно там не существует? Да, они есть на законе, да, представители наших властей, как мы видим, и здесь они, как и говорят, там вообще на уши вешают, так вот, выражусь не грубо, очень. Просто не хочу далеко заходить на эту тему, просто хочется одно сказать, это вот, что такое, значит, вообще инакомыслие? Да. Инакомыслие, и что, если ты думаешь, если делать добро, это инакомыслие? Конечно же нет. Это первый приказ Аллаха. И в Торе, и через святого Мусу, алейхиссалам, и через Хазрата Иса, алейхиссалам, и через Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, всегда идет. Делай добро, запрещай зло. Это говорят и христиане, и евреи, и, конечно же, мусульмане. Но мы не должны забывать, что главный враг человека или человечества – это шайтан. И об этом нам Аллах открыто написал в Коране. Помните, люди, что ваш враг – шайтан. Ну и, конечно же, шайтан будет использовать людей своих, как его делах этих грязных. Ну и, конечно же, мы не будем говорить, что там тот шайтан, это уже будет определять Аллах в судный день. Но сегодня, исходя из моральных, этических, или хотя бы, скажем, то, что нам придумали 100 лет назад, навязали демократию. В нашей стране это пришло там 33 года назад, эта демократия. И что нам она принесла, эта демократия? Эта демократия нам ничего не принесла, только горечи,
несчастья. И те люди, которые обучались в советское время в политических университетах, там, политшколах и там еще где-то, учили Ленина, Карла Маркса, кажется, они запомнили только одно. Награбленное, знаменитое слово, которое у Ленина, награбленное. И они просто как остались у власти, их уже не пугала советская власть, которая могла их, справедливая коммунистическая власть, которая могла их отправить в Сибирь, и когда стрелять в тюрьме, они стали у своего порога и начали просто служить своему Тагуту. Так думаю. Служить Тагуту, но мы видим, что Тагут, долго ему не осталось Тагут властвовать на земле, потому что я сейчас не могу вспомнить, как это будет на арабском, но знаем, сколько бы кафиры не хотели, Аллах все равно завершит нур ислама на земле, и все его познали. Спасибо. То есть, то проблемы, которые есть в Таджикистане, Узбекистане, там, на нашей Киргизия, то есть в Центральной Азии, и эти проблемы, конечно, есть, может быть, и больше в Туркменистане, потому что очень закрытая такая страна, что очень мало даже, можно сказать, вот информации, они сами тоже очень прятаются, не знаю, эти информации, которые средства массовой информации. Конечно, есть это, которые видят, только и различные организации или активисты. Но все равно, посмотрите, у меня вот сейчас пришло одно впечатление, да, вот, если мы возьмем во времена пророка, да, салама, да, у пророка тоже были враги, тоже такие были, чтобы не хотели убивать, не хотели, чтобы запретить пророка сказать хакка, да, вот. Но когда пророк, салам, вот приехал из Абад, из того места, он пришел, и один человек сказал, он объявил все, пророк на моем душе, то есть я пророка буду защищать, и это вот прям мушрики, да, они не трогали пророка. То есть, когда он жил в этом доме, когда этот человек объявил, что пророк Мухаммад или пророк, то есть, я буду защищать, никто не трогал. Посмотрите, я так думаю, что в то время тоже они были джахли, они были мушрики, они были враги, но у них было какое-то мужество, да? Когда один человек сказал, что это у моего дома будет жить, никто к нему не пришел, не хотел. Даже они не любили, даже они очень сильно не любили пророка, да, вот, враждовали очень сильно, да. Но посмотрите, это наши джахили, это наши угнетатели, это наши диктаторы, да, они хуже тех мушриков, да, вот. Посмотрите, если мы сейчас в Таджикистане поедем, или кто-то нам говорит, да, вот, Сардар, давайте ко мне приходи, я тебя буду защищать. Все, и защитника, и вас, и других, и всех родственников, да, эти диктаторы возьмут, да, и убьют просто. И посмотрите, да, вот, просто я вот сейчас, 1000 лет назад, посмотрите, какой разница, да, вот, они филауны. Лучше я иногда думаю, что они были еще мужественнее, чем наши филауны, да. Вот наши филауны, они заняли. Я не могу говорить, кто лучше, кто хуже, фараон не может быть лучше. Нет, насчет мужества говорю. Насчет которого у них был какой-то... Вот именно. Вся наша проблема, я, скорее всего, думаю, наверное, в том, что, как говорится, Азрифин Муса, алейхиссалам, первый приказ был, иди, скажи фараону, спаси свой народ. Спаси свой народ. Первый приказ, Иса, алейхиссалам, салам алейкум. Салам алейкум. Первый приказ, Иса, алейхиссалам, будь милый, люби ближнего своего. И мы видим, евреи соблюдают свой первый приказ Моисея и спасают друг друга. Да, они спасают только самих себя. Они только самих себя спасают, самих себя помогают, об этом говорить не надо, все прекрасно знают, как они друг другу помогают. А за Иисус сказал, люби ближнего своего. И мы видим, что христиане много дружно, даже любят. И Муса, когда он первый раз получил вахи, ему было сказано, «Бисми раббикаль а'ля». Значит, читай именем Аллаха, согласен тебя. А что он ответил, я не умею, я ама, я не ученый. И Аллах сказал ему еще раз, алейкум, читай. И великая проблема с мусульманством, что мы не читаем, к сожалению.
Вина в этом наша или чья? Давайте вернемся чуть-чуть к истории, которые имеем понятие, которые имеют там предков, дедушек 100 лет назад. 100 лет назад мы имеем общество дружное, между собой контактирующее, не воюющее, и никто не нападает на это общество. Абсолютно. Ни на таджиков, ни на казахов, ни на киргизов, ни на узбеков, ни на туркменов никто не нападает, потому что еще в то время существует Османская империя, там управляет миром, и мы здесь живем спокойно, никакой войны, ничего. Но вдруг придумали и развал империи, развал королевств, развал империи, и что пришло? С одной стороны, атеистический коммунизм, ну и, конечно, были баи, феодалы, как в 1220 году, когда этот, как его, Чингисхан пришел и прошел по той ситуации, мы тоже видим, что есть муллы, имшаны, баи, вельможи, визири, которые делают, берут взятки, помогают богатым, умирают бедным. Я думаю, это вопрос наказания со стороны Аллаха, да, он на нас не посыпалось камни или с неба, или что же? Войска, которые очистили эту территорию от людей, которые испортили сознание. Понимаете, да? И потому что мы не читаем. В данное время у нас есть все возможности. Вот я сам лично читал на русском, на турецком, на польском, на туркменском и, кажется, еще на узбекском языках Коран, на английском еще не читал. И хочу сказать одно, что то, что есть перевод, он тоже не измененный. Они дают один и тот же смысл. И тут мы должны вспомнить аят из Корана, где Аллах говорит: я буду защищать Коран на этой земле, а вы будете его читать. Когда вы будете читать Коран и жить по Корану, то вы будете иметь власть на этой земле, и будете передо мной, и я вас отправлю в рай, потому что вы будете по моему шариату. А шариат — это закон. Представляете себе? Шариат сделает, слово шариат сделает таким страшным для людей. Когда говоришь шариат, люди приходят Афганистан, Пакистан, Иран, Ливия, Сирия. Слушай, тихо. Шариат — это значит справедливость, в фундаменте слова. Законы, правила, дисциплина. И что мы видим? Христианские страны, например, христианские страны, которые атеисты, неверующие, они что говорят? Они имеют облик мусульманина. Соглашаетесь со мной или нет, это, конечно, ваша идея. Облик мусульманина в каком смысле? Они уважают друг друга. Они не обижают друг друга, они не ссорятся друг друга. Как говорит пророк Мухаммад, если мусульманина начинают ссориться, то это нехорошо. И это похоже на то, что когда ты идешь по улице, он приводит такой хадис, ты идешь в одно место в гости, какой-то прием, оделся красиво, обрызгался там духами, мухами, красиво идешь, и вдруг, когда ты идешь, за тобой прибежала одна собака, которая больная, хорая, шкура падает, слюни текут, умрет уже, да? Она пришла, и сенек этек это как будет по-таджикски, я не знаю, брюки или там платье тебе пришла, оторвала. Оторвала тебе кусок твоих брюк или ну, испортила твою одежду. Ты нагнешься и упустишь эту собаку в ответ. Или пойдешь переоденешься, или пойдешь дальше. Именно таким должен быть мусульманин говорить. Если кто-то начинает на него кричать цивилизацию, он не должен ему отвечать, он должен идти дальше, оставить это на суд Божий. Понимаешь? К сожалению, мы что делаем? Мы начинаем припираться между собой. Мы опять забываем аят Тарам. Не спорьте, не задавайте друг другу тех вопросов, которые буду задавать вам я в судный день. И не теряйте время. Если будете делать это, вы потеряете силу, единство и будете разобщенными, и ваш враг вас уничтожит. Хорошо, значит, как раз сейчас, которые разговоры ходят, большинство нашей мусульманской мусульмане, это что мы не читаем. Да, наша великая проблема в том, что мы не читаем Коран, мы должны его прочитать, обязательно. Должны читать. Правильно. Вы вот сейчас последний вопрос с ним, потому что я понимаю, что сейчас
будет ваша очередь на выступление. Посмотрите, вот вы сегодня будете выступать на саммите ОПСЕ, вот 4-й день сегодня. И сегодня у нас идет выступление на тему пытки, на тему терроризм, на тему различных организаций, еще такие темы. А вы вот о чем же вы будете выступать на этом сегодняшнем сессии? Ну, скорее всего, конечно же, обращу на это внимание, но и сегодня молодцы, у нас очень много людей выступило, Америка про это говорит, что пытки там, где имена называли, уже несколько наших других организаций, которые одновременно с нами параллельно идут, они уже выступили, даже назвали имена некоторых людей, активистов. Но, с другой стороны, хочется обратить внимание на то, тот, который разрушает цивилизацию терроризм, или тот, который призывает, давайте не разрушать, давайте делать добро терроризм. И, конечно же, тут надо всем задуматься, кто разрушает, тот есть террорист, кто разрушает цивилизацию, или же такой вопрос каждый должен задать себе. Извините, пожалуйста. Да, давайте. Другой наш представитель из Национального альянса Таджикистана выступает, Шавкат Шарипов. Сегодня я хочу затронуть крайне важную тему предупреждения и искоренения пыток, особенно в контексте политической ситуации в Таджикистане. К сожалению, в нашей стране практика пыток остается не просто инструментом угнетения, но и системным механизмом для подавления оппозиции, независимых голосов и любого инакомыслия. Пытки в Таджикистане часто применяются не только в тюрьмах, но и на этапе следствия, чтобы заставить политических заключенных давать признательные показания. Это происходит под покровом секретности, без возможности независимого расследования. Каждый случай пыток – это свидетельство того, что государственные структуры превратились в орудие подавления собственного народа. Во-первых, крайне необходимо создание независимых международных механизмов мониторинга прав человека в Таджикистане. В условиях, когда национальные институты правосудия не способны защитить своих граждан, роль международных организаций становится жизненно важной. Важно усилить давление на таджикские власти для допуска таких организаций в место лишения свободы, чтобы зафиксировать факты пыток и нарушений прав человека. Во-вторых, безнаказанность. В Таджикистане те, кто применяет пытки, зачастую защищены от наказания. Правоохранительные органы, которые должны быть гарантами закона, сами часто становятся инструментами репрессий. Мы должны добиваться, чтобы международное сообщество привлекало внимание к этим преступлениям и добивалось ответственности для всех причастных вне зависимости от их положения. Наконец, важным аспектом является изменение общественного сознания. В условиях репрессивных режимов, таких как в Таджикистане, государственная пропаганда зачастую формирует ложные представления о врагах народа, что оправдывает насилие против оппозиции и критиков власти. Нам необходимо продвигать идеи прав человека и защищать свободу слова, чтобы бороться с этой системой репрессий. Дамы и господа, ситуация в Таджикистане требует немедленных и решительных действий. Мы не можем позволить, чтобы пытки и репрессии оставались скрытыми за стенами тюрем и кабинетов следователей. Борьба за права человека – это борьба за будущее нашего общества, где каждый человек имеет право на свободу и достоинство. Спасибо за внимание. Thank you. Огромное спасибо. А теперь защита прав без границ, после чего Святой Престол. Огромное спасибо. Меня зовут Хасми Карачунян, и я представляю организацию «Защита прав без границ» в Армении. Светские государства, говорят не светские государства, этим прикрываются, но одновременно уничтожают и мусульман, и христиан, и всех других, и других вероисповедающих людей, где Аллах нам черным по белому в Коране сказал, здесь написано, а так это все было не способом сердца пророка Мухаммада, который нам высказал. И
Как бы я там хотел сказать, не хочется, конечно, останавливаться, как бы перебиваться. Но, в общем, бейте, кому они подражают. И они нас уничтожают. Всё. Они и Иегову убивают, и верующие убивают. В исламе Коране нам говорит Аллах Та'аля, что никого не будем заставлять, потому что вы каждый имеете свой ираду. И между сердцем и бедра, и кулон, и у каждого человека есть сердце, и каждый является рабами Аллаха. Между сердцем и рабом я есть близко к сердцу раба, между ними. И я вижу, и я знаю, какое будет предрешение у моего слуги. Конечно же, вы будете как происходит. Конечно же, все люди в ошибках и решениях. Но выигрыши те, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Те мои рабы с иманом, которые делают добрые дела, говорят о справедливости и живут своей жизнью справедливо, со всеми относятся справедливо, и которые всем другим говорят о сабре. А сабр, к сожалению, привели к такому понятию, что большинство людей, которые не читают Коран, понимают сабр, что это надо бояться. Мы должны бояться только Аллаха. Бояться Аллаха почему? Потому что Он может из-за наших грехов нас не простить, но Он сказал: я прощу ваши любые грехи, я вам не прощу только ширк. А если вы будете поклоняться, кроме меня, кому-то другому, если будете иметь другого табута или кто-то, я это не прощу никогда, а другие грехи прощу. Значит, мы должны делать сабр и надеяться, и идти к единству и солидарности. Когда говоришь солидарность, некоторые думают, что это только Мухаммаджан сказал какое-то слово, я с тобой солидарен, ты правильно сказал, я тоже такое мысль. Солидарность не только согласие с мыслями. Солидарность — это одновременно и терпение, и сабр, и уважение, и любовь. Ну, все это хорошие вместе слова, вместе взятые в одно место. Спасибо, И вам спасибо. Сардар. Надеюсь, что встретимся. Надеюсь, поговорить о таких темах, которые вы сегодня уже рассказывали побольше, потому что, да, я в одном очень сильно согласен, что мы, мусульмане, должны больше читать. Читать. Иqra. Бисми раббика аллади халак. Так, бисми раббика аллади халак. И спасибо большое. И последнее слово хочу сказать. Я тоже хочу успеть все сказать в этой жизни. Конечно же, не только сказать, дай Аллах, иншаллах, возможность что-то сделать в этой жизни. Не просто остаться с нами, потому что за нами остались дети, молодежь, дети, которые еще растут, которые только и видят этого диктатора, только знают, что надо им хлопать, его восхвалять. Это просто у них не останется примера для подражания. Кому им сейчас подражать? Родитель, который уехал работать на заработки, а потом, когда вырастет, тоже ехать на заработки. Скажи, что мне там... Да. Все, спасибо. Да. Еще раз. Я надеюсь, вы не пожалели, что... Все хорошо. Применение пыток как принцип, который не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах. Уважение к человеческому достоинству должно служить не только ограничителем произвола и эксцессов представителей государства, но и служить руководящим критерием для преследования и наказания тех действий, которые представляют собой наиболее серьезное посягательство на достоинство и целостность человеческой личности. Папа Римский Франциск призвал международное сообщество гарантировать поддержку жертвам пыток и их семьи, поставить достоинство человека превыше всего. Без такой отправной точки, предупреждает римский папа, жертвы перестают восприниматься как личности. Они сводятся к вещам и могут подвергаться безжалостному обращению, приводящему к смерти или постоянному психологическому и физическому ущербу на всю жизнь. И в этой связи моя делегация желает подчеркнуть,
что применение смертной казни долгое время считалось адекватным ответом на тяжесть некоторых преступлений и приемлемым, хотя и крайним средством защиты общего блага. Однако сегодня растет понимание того, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения очень серьезных преступлений. Кроме того, появилось новое понимание значимости уголовных санкций, налагаемых государством. В завершение. Были разработаны более эффективные системы содержания под стражей, которые обеспечивают должную защиту граждан, но в то же время не лишают виновных окончательно возможности искупления. Таким образом, Святой Престол считает смертную казнь неприемлемой, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство личности, и поэтому Святой Престол будет продолжать решительно добиваться отмены смертной казни во всем мире. Благодарю. Огромное спасибо, уполномоченный по правам человека Казахстана, а затем демократический выбор Казахстана. Огромное спасибо, госпожа модератор. Я омбудсмен в Республике Казахстан. Мы гордимся, что сегодня у нас будет сайд-эвент по противодействию пыткам, где мы расскажем про нашу практику по искоренению пыток. Приглашаем вас на это мероприятие. Мне также выпала честь прореагировать на выступление США по вопросу Казахстана, где применяются якобы пытки. У нас нулевая толерантность по отношению к пыткам. После 2022 года наш президент объявил войну пыткам, и 43 представителя правоохранительных органов, одни из них это бывшие полицейские, и также представители службы безопасности, они были осуждены за применение пыток и находятся в заключении. 6 также лиц применяли пытки по отношению к музыкантам из Кыргызстана. Они также были привлечены к ответственности. Айдов Саигов и его дело. Республика Казахстан не связана с смертью Айдара Садыкова. Мы полностью прозрачно действуем в этом вопросе. Международные партнеры также были свидетелями того, что проводились расследования тех, кого необходимо привлечь к ответственности. И Казахстан будет действовать дальше, если будут представлены дополнительные доказательства. Мы делаем все возможное, чтобы привлекать к ответственности виновных. У нас проводятся реформы для усиления нашей приверженности верховенству права и демократическим ценностям в справедливом и свободном Казахстане. Если международные партнеры помогут нам строить каналы сотрудничества с украинскими коллегами, мы будем очень благодарны. Культура Казахстана и в сердце народа Казахстана есть доверие и соблюдение прав, прописанных во всеобщей декларации по правам человека. И это касается также нашего уголка региона. У нас проводятся публичные дебаты для того, чтобы продвигать ценности, важные для нашего общества. Эти дебаты, публичные дебаты, говорят о том, что растет демократическое участие. Президент Такаев проводит в последнее время реформы, чтобы демократия была более инклюзивной. США, начиная с нашей независимости, поддерживал независимость нашей страны, поддерживает наши реформы. То же самое касается СМИ. Несмотря на угрозы дезинформации, экстремизма, из-за того, что есть геополитические сложности, нам надо с этим справиться. Спасибо большое. Благодарю вас за соблюдение времени. И теперь слово предоставляется демократическому выбору Казахстана. И затем от Open Dialogue Foundation. Госпожа председатель, меня зовут Юльдос Насипеков, я координатор штаба оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана».
В последние годы практика пыток в Казахстане приобрела масштабный характер. В ходе общенациональных мирных протестов в Казахстане в январе 2022 года тысячи произвольно задержанных граждан прошли через пытки, в результате которых немало людей были убиты. Власти закрыли большую часть дел по пыткам, не проведя объективного расследования. Сотрудники правоохранительных органов, которые участвовали в пытках, остались безнаказанными. Европарламент, казахстанские и международная правозащитная организация призвали Тукаева провести международное расследование, но он продолжает игнорировать этот призыв. Одним из примеров пыток является дело политического заключенного Тимура Данибаева. Тимур Данибаев потребовал от полиции открытия уголовного дела в отношении президента Тукаева за его заявление, что в январе 2022 года на Казахстан якобы напали 20 тысяч иностранных террористов. Это заявление Тукаева было использовано для оправдания расстрела и пыток мирных протестующих. За подачу заявления в полицию на Тукаева Тимур Данибаев был приговорен к тюремному сроку и подвергнут пыткам. Также пыткам, связанным с январскими протестами 2022 года, подверглись Айгерим Тлеужан, Акылжан Кисимбаев, Казбек Кудайбергенов, Ринат Алиев и Чингис Альпиев, которые впоследствии были приговорены к тюремному заключению. Все они должны быть освобождены, а виновные в пытках наказаны. С сожалением отмечаю, что демократические страны не оказали достаточного давления на Тукаева, чтобы провести международное расследование убийств и пыток января 2022 года. Считаю необходимым странам ОБСЕ потребовать от Тукаева пригласить международную группу экспертов, например, миссию ОБСЕ для проведения расследования пыток и убийств января 2022 года. В контексте защиты прав человека и борьбы с терроризмом хотел бы отметить, что в 2018 году власти Казахстана секретным судебным решением объявили наше движение «Демократический выбор Казахстана» экстремистской организацией. Это судебное решение до сих пор не было опубликовано. Впоследствии за участие в экстремистской организации тысячи граждан, включая Хайрата Клышева и Аскара Симбаева, подверглись политическим преследованиям. Казахстан злоупотребляет антиэкстремистскими и антитеррористическими законодательствами для блокировки банковских счетов гражданских активистов, что приводит к тому, что активисты остаются без средств к существованию. Также власти обвиняют активистов в финансировании экстремизма за то, что они оказывают гуманитарную помощь политически преследуемым лицам и их семьям. Таким образом, власти Казахстана полностью лишают гражданского общества Казахстана возможности публично собирать средства для мирного гражданского активизма и гуманитарной деятельности. Европейский парламент признал демократический выбор Казахстана мирным оппозиционным движением и призвал власти Казахстана отменить запрет нашего движения в Казахстане. Однако власти игнорируют этот призыв и продолжают преследовать общество. Призываю страны ОБСЕ потребовать от Казахстана прекратить злоупотребление антиэкстремистским и антитеррористическим законодательством, отменить запрет нашего движения и освободить всех политических заключенных. Спасибо. Благодарю вас. И теперь слово предоставляется Open Dialogue Foundation и затем активист Камрат Кидыров. Open Dialogue, вам слово. Нет представителя Open Dialogue Foundation в зале, не вижу. Таким образом, слово предоставляется активисту Камрат Кидыров. И прошу подготовиться к Root Accountability. Благодарю вас. Группу неравнодушных единомышленников Туркменистана, как внутри, так и за пределами. Мы хотим показать здесь, на этом заседании, острые углы и пути их преодоления. Туркменистан – участник ОБСЕ с 1992 года, а центр ОБСЕ открылся в Ашхабаде с 1999 года. Задачи и цели ОБСЕ нацелены на предотвращение конфликтов и урегулирование кризисных ситуаций, а также защиты прав человека. Ну так вот, число недовольных в Туркменистане и репрессии по отношению к людям увеличились с десяток до тысячи. И это только те, по отношению к которых высказывают свои недовольствия. А если взять тех, кто просто боится и запуган, то счет пойдет на миллионы. В конечном итоге, при попустительстве и полном бездействии ОБСЕ, власти Туркменистана успешно продвигаются в деле построения рабовладельческого государства. Да-да, рабовладельческое государство, я говорю, где главным бенефициаром является власть. А как иначе назвать строй, где в подавляющем большинстве народ лишен не то что демократических свобод, но и возможности свободы перемещений.
проживания не то что в другой стране, но даже в пределах собственного государства. ОБСЕ не вчера, а позавчера я разговаривал с омбудсменом Туркменистана и спрашивал, как часто вы контактируете с коллегами в ашхабадским филиалом. Она как-то замялась и вежливо отослала меня на свой сайт. То есть это что означает? Что у них нет никаких контактов, никаких работ. Нету назойливого, так сказать, и навязчивого пресса по отношению к действующей власти. ОБСЕ фактически отгородилась от власти, от народа, то есть, извините, от народа, полицейским кордоном перед зданием. Сотрудник полиции спрашивает, куда и зачем он идет. А как вы думаете, много ли будет желающих заявить о своих нарушенных правах в условиях жесткого полицейского государства? Я могу дальше перечислять острые иглы, но я ограничен во времени. Я хочу предложить, как это можно попытаться исправить, изменить. Вам нужно взять на работу в Туркменистане юридически грамотного и образованного человека из среды оппозиции. Важно, чтобы человек понимал внутреннее устройство туркменского общества, которое в значительной степени имеет родоплеменное устройство. В качестве кандидата могу предложить себя. Я имею юридическое образование, знаю законы и знаю племенную структуру туркмен. Те кадры, которые вы трудоустраиваете, это либо родственники руководства Туркменистана, либо полностью под контролем спецслужб Туркменистана. А значит, они безмолвны и равнодушны к тем чаяниям и проблемам и интересам туркменских граждан. Если же ОБСЕ не готов к переменам в работе Туркменистана, то будет правильнее и честнее уйти из Туркменистана и не тратить деньги. Как в свое время сделала такая организация, как «Врачи без границ». Когда она поняла, что власти Туркменистана вводят их за нос и не готовы сотрудничать, и не готовы имитировать сотрудничество. Сейчас Туркменистан медленно, неуклонно движется к гражданской войне. Народ против порабощения себя верхушкой туркменской диктатуры. Сразу хочу предупредить, если народ начнет воевать за свои права и свободы, не вздумайте их называть террористами, как это в свое время сделали с Талибаном, как это упомянул мой коллега предыдущий Мухиддин Кабири в Таджикистане, злоупотребляя их правами. Ну, я дальше могу перечислять, но ограничен во времени. Спасибо вам всем. Благодарю вас. Благодарю вас. Слово предоставляется Crude Accountability. Прошу прощения, перевод невозможен, так как включен еще какой-то второй микрофон. Пожалуйста, выключите второй микрофон, перевод невозможен. 2 открытых микрофона в зале, перевод невозможен. В Туркменистане пытки являются действительностью для политзаключенных и для тех, кто принудительно исчезает в пенитенциарной системе. Согласно с компанией, которая проводит Crude Accountability, по крайней мере, 162 случая принудительных исчезновений в Туркменистане. Однако мы считаем, что это число намного выше. Сегодня утром мы обращаем внимание на 2 дела, связанные с исчезновениями, связанные с применением пыток по отношению к этим лицам и членам их семей. Согласно с информацией компании Crude, 36 человек исчезли в Туркменистане. Они попали в тюремное заключение на полный срок, но не были позднее освобождены. Некоторые из них все еще находятся в заключении без доступа к медицинскому уходу, либо представительство их члены семьи о них ничего не знают, не знают, где они пребывают, и не знают даже, живут ли они еще. Такого типа пытки, такие пытки являются неприемлемыми, недопустимыми. Более того, у нас есть информация о том, что 29 человек из исчезнувших уже умерли в тюремном заключении. Однако нет более подробной информации. Во многих случаях тела не были возвращены членам семей. То есть это очень жестокое обращение по отношению как к исчезнувшим, пропавшим, так и по отношению к членам семей. Мы видим, что такого, что в Азербайджане также в настоящее время осуществляется давление на организации гражданского общества. В настоящее время есть 319 политзаключенных, которые были арбитрально заключены в Азербайджане и также подвержены пыткам во время пребывания в СИЗО. Азербайджан подписал соответствующую конвенцию против применения пыток, а также бесчеловечного жестокого обращения. И также в Конституции и Уголовном кодексе Азербайджана запрещено применение пыток.
Однако мы обращаем внимание на то, что в Азербайджане очень много достоверных обвинений, связанных с применением пыток. Во многих случаях задержанный попадает в полицейские участки, где используются запрещенные методы для извлечения показаний и признаний. Более того, мы получили информацию о том, что многие, которые попали в заключение в течение прошлого года, были также подвержены бесчеловечному жестокому обращению. В случае доктора Гдарбека-Тологова, которому было отказано в медицинской помощи, в результате появились серьезные проблемы с состоянием его здоровья. Мы призываем государства, участники ОБСЕ применить меры, связанные с прекращением применения пыток по отношению к политзаключенным и другим пропавшим в пенитенциарную систему. Благодарю вас. И требуем освобождения невиновно заключенных. Благодарю вас. Спасибо. Теперь гражданский фонд Арурухак. Я приехала из Казахстана, меня зовут Бахаджан Таригожина. Законные и эффективные усилия по борьбе с терроризмом и отмыванию денег должны основываться на уважении прав человека и верховенства закона. Но, к сожалению, в Казахстане их прямое и косвенное воздействие на гражданское пространство усугубляется тем, что правозащитников и инакомыслящих называют террористами или экстремистами для того, чтобы их нейтрализовать и наказать. Для запугивания или расправы с лицами, находящимися за пределами страны, власти Казахстана применяют акты транснациональных репрессий и используют различные методы воздействия на своих политических оппонентов, проживающих за рубежом, включая злоупотребление инструментами международного сотрудничества, такими как красное уведомление. А некоторых 2 дня здесь много упоминают в своих выступлениях правозащитники Узбекистана и Таджикистана. Авторитарные страны злоупотребляют через Интерпол, экстрадиции и запросами о взаимной правовой помощи, политическим давлением, злоупотребляют иностранными судебными системами, систематически преследуют активистов, журналистов, блогеров, адвокатов и членов их семей под предлогом мер по борьбе с экстремизмом, отмыванием денег. Я хочу привести сегодня пример и рассказать об адвокате и правозащитнице Боти Жардемали, которая более 11 лет назад получила убежище в Бельгии. Все эти годы она подвергается многостороннему и длительному транснациональному преследованию со стороны Казахстана с целью подавления ее активизма и правозащитной деятельности. Она выиграла все судебные дела в Бельгии, но Казахстан вновь и вновь находит правовые причины подавать новые иски. Дела в Европе против политических оппонентов демонстрируют способность Казахстана подрывать институт убежища и международной защиты в рамках западных демократических систем. Европейские страны должны это четко понимать и положить конец транснациональным репрессиям против беженцев. Разработанным Казахстаном метод отмывания несправедливости позволяет вводить в западные судебные системы политически мотивированные обвинения, сфабрикованные правоохранительными органами Казахстана. Мы очень обеспокоены судьбой Боты и просим ОБСЕ приложить усилия, чтобы закрыть правовые лазейки по транснациональным репрессиям и указать Казахстану на недопустимость злоупотребления западными судебными системами. Мы призываем обратить внимание на применение казахскими властями законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и неправомерное использование международных правовых механизмов, такие как запросы о взаимной правовой помощи и требования об экстрадиции. Спасибо. I thank you, madam. And... Благодарю вас. И слово предоставляется Совету Европы, затем Set My People Free. Совет Европы, вам слово. Благодарю вас, госпожа председатель. Меня зовут Каря Векжановская, я представитель Совета Европы. Позитивное обязательство соблюдать права и основополагающие свободы граждан – это краеугольный
камень подхода Совета Европы к вопросам борьбы с терроризмом. Ведение борьбы с терроризмом лежит в интересах международной безопасности и обеспечивает права и свободы других. Однако, без ущерба к Конвенции по запрету пыток, следует помнить о том, что действия должны быть недискриминационными в соответствии с законом и должны быть пропорциональными. Это также означает, что следует соблюдать верховенство права, а так, в частности, обеспечить то, что не могут предприниматься какие-либо арбитральные меры национальными органами, и любое противотеррористическое законодательство должно подвергаться соответствующему обзору. В соответствующих структурах это требование, а также отображено в практическом смысле в соответствующей стратегии по борьбе с терроризмом Совета Европы. Наш комитет по борьбе с терроризмом обращает большое внимание на то, чтобы обратить внимание на соблюдение стандартов прав человека, в том числе связанных с адекватным ответом национальных властей на также ситуация женщин и детей, подвергнувшихся находящихся под влиянием террористов. Следует также избегать вопросов радикализации, избежать насильственного экстремизма и радикализации, ведущего к терроризму. Мы разработали также руководящие принципы работы с детьми, подвергающихся радикализации и экстремизации. Мы должны обеспечить также и то, что отношение к этим лицам будет осуществляться с учетом возраста и пола. Также не следует забывать о том, что террористы злоупотребляют новыми технологиями. Соцсети, интернет, разнообразные платформы и игры используются для пропаганды и рекрутинга, учебной подготовки, поэтому следует помнить о том, что пользователи имеют определенные права. Есть также такие права, как право на самовыражение и частное общение. Однако мы изучаем паттерны злоупотребления технологиями, злоумышленниками. Таким образом, будем разрабатывать рекомендации, связанные с возможными решениями, которые позволят нам приостановить такого типа действия. Однако в соответствии с принципом пропорциональности и соблюдением прав человека. Благодарю вас. Огромное спасибо. Теперь Set My People Free, освободите мой народ, и потом Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. Поскольку у нас останется немного времени, может быть, кто-то из дополнительного списка выступит. Итак, Set My People Free. Thank you, Madam Moderator. Огромное спасибо, госпожа модератор. Меня зовут Холда Хафни. Я занимаюсь вопросами применения законов о богохульстве по отношению к исламу. Хочу обратить внимание, что необходимо искоренить пытки. И в Мавританию был направлен вопрос, который связан с отказом от принудительной репатриации. И, к сожалению, в некоторых странах применяется также смертная казнь. И один из представителей движения является потерпевшим от санкций, связанных со смертной казнью, и он отбыл 6 лет в Мавритании в изоляции, но потом смертную казнь по отношению к нему отменили. Необходимо привлечь к ответственности, когда нарушаются принципы отказа от принудительной репатриации в суре стран, в которых имеется риск применения пыток, и нет возможности обжаловать, например, решение, и омбудсмен не занимается мониторингом, наблюдением за ситуацией. Во-вторых, я хотела обратить внимание на ситуацию девушек и женщин, которые заставляют вступать в брак, что иногда является сравнимым с пытками, потому что многие из этих женщин в результате принудительного брака являются жертвами сексуального насилия.
и условия являются унижающими достоинства, а также жестокими и бесчеловечными. Езиды, женщины, например, иногда продаются и принуждаются к браку, и необходимо привлечь к ответственности виновных, которые путешествуют, например, по Европе или выезжают в другие европейские страны. Швеция в 2020 году в июле был принят закон, чтобы запретить путешествие, когда семья хочет направить девушку, свою дочь, например, которая должна по принуждению заключить брак с выбранным мужчиной. Мы рекомендуем, чтобы государства ОБСЕ предприняли серьезные меры по противодействию этим видам преступлений. Кроме того, необходимо защищать соискателей убежища от угроз и возможности пыток со стороны тех, которые считают, что такие практики возможны. Thank you. Благодарю вас. И слово предоставляется Turkmenistan Helsinki Foundation for Human Rights и затем Union of Informed Citizens. Пожалуйста, вам слово. В Туркменистане нет независимой и прозрачной судебной системы. Судьи назначаются и увольняются президентом. Непрозрачная судебная система напрямую отражается на гражданах Туркменистана. Например, Садакат Нурымбетова из-за произвола чиновников миграционной службы не может выехать из страны на учебу в Турции. Фактически чиновники ломают судьбу молодой девушки, нанося ей моральную травму. В июне 23 года в Ашхабаде была найдена мертвой после падения с третьего этажа дома 20-летняя Гульджамал. Она жила в 400 километрах от столицы. Тело было найдено дворником под окном элитного дома в Олимпийском районе. Несмотря на то, что Гульджамал не было никаких оснований покончить жизнь самоубийством, следствие по этому делу было приостановлено, а семья покойной было сказано, что девушка покончила с собой. В зале присутствует независимый журналист Розыбай Джумадурдыев. С марта 2000 года с марта 2022 года на его родственников, в частности племянника, оказывают давление. Детей без присутствия родителей вызвали в опорный пункт и требовали доносить на дядю, а также прекратить журналистскую деятельность. Все это безобразие творится при попустительстве властей. Еще раз хочу повторить, что граждане Туркменистана не могут обратиться к омбудсмену, в обязанности которой входит рассмотрение и защита прав граждан. Вот и сегодня, на 4-й день, туркменская делегация во главе с туркменским омбудсменом покинула эту конференцию. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется Union of Informed Citizens и затем Армения. Просто вам слово. Благодарю вас, госпожа председатель. Я директор Union of Informed Citizens. Госпожа координатор, я желаю ответить на заявление азербайджанских неправительственных организаций. Говорилось о жестоком обращении с военнопленными азербайджанскими военнопленными в Армении. Однако ни один из азербайджанских военнопленных был расстрелян. Есть случаи, в которых говорится о том, что азербайджанские солдаты расстреливают задержанных армянских солдат, а также гражданских лиц. Говоря о ситуации на Нагорном Карабахе, некоторое число армянского населения не успело выехать из города перед прибытием сил Азербайджана. В ходе азербайджанской агрессии в 2022 году против суверенной территории Армении. Во всех этих случаях мы говорим
о том, что было жестокое обращение со стороны азербайджанских солдат, но никакого преследования не было. Также есть и другие случаи, когда азербайджанские военнослужащие жестоко обращаются с военнопленными из Армении. То есть, например, бросают пищу на землю и заставляют армянских военнопленных есть земли. Более того, также применяются пытки по отношению к армянам, то есть, например, поливается кипятком. Дамы и господа, я также желаю ответить на заявление, представленное, касающееся задержанных бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанские власти, организации называют их террористами, однако ничего общего с терроризмом не имеют. Это были избранные политики, между прочим, избранные в ходе более честных выборов, чем в самом Азербайджане. Это избранные политики, которые пытались предотвратить то, что Азербайджан сделал в сентябре в прошлом году, а тогда совершались этнические чистки. И это очень четко, и это понятно, и это то, что Азербайджан называется антитеррористической операцией. Это именно то, что они сделали в сентябре прошлого года. На самом деле это не антитеррористическая операция, это не связано с борьбой с терроризмом, только это был случай этнических чисток. Иначе оказывается, что иначе это можно считать так, что в Нагорном Карабахе проживало сотни тысяч террористов, и таким образом Азербайджан зачищает всю территорию от сотен тысяч террористов. Благодарю вас. Спасибо. Армения, а потом Панармянский союз, Гардман Ширван Нахичевани. Огромное спасибо. Запрет от пыток является основным принципом международного права, и нет возможности приостановить этот отказ. Пытки – это жестокое нарушение прав человека, которое прописано во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции ООН против пыток и других международных документах. Пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах, включая вооруженный конфликт. 7/12 решение Совета министров рассматривает пытки в качестве нарушения международных соглашений и обязательств по отношению к ОБСЕ. Несмотря на этот консенсус, что пытки недопустимы, к сожалению, мы наблюдаем применение пыток, а те, кто пытает, иногда считаются героями в своих обществах. На протяжении последних 30 лет мы видим проявление ненависти со стороны Азербайджана по отношению к армянцам. В Азербайджане говорится о таких случаях, что это, так сказать, герои, которые совершили великолепные дела. И в данном случае мы говорим, что зафиксированы пытки по отношению к жителям Нагорного Карабаха. Азербайджанские солдаты совершили ужаснейшие жестокие преступления, например, казни солдат, применение пыток и применение бесчеловечного обращения. Например, женщины и мужчины стали жертвами таких преступлений, как лишение их конечностей. И мы тут говорим про то, что даже власти не обращают на это внимания, и молодежь в Азербайджане воспитывается в таком духе, чтобы ненавидеть армян. Эти действия на государственном уровне я хотел проиллюстрировать одним из примеров. После 44 дней войны со стороны Азербайджана было осуществлено задержание одного из граждан Армении. Хочу подчеркнуть, что искренне пыток является необходимое международное сообщество, правозащитники, международные организации, представители гражданского общества должны следить за ситуацией и реагировать на такие инциденты. Спасибо.
Благодарю вас. Слово представляется Панармянскому союзу и затем Казахстан International Bureau for Human Rights. Пожалуйста, вам слово. Благодарю вас, госпожа. Меня зовут Габриан. Я представляю Панмершан Union Гардман Шерван Нахчеван. Пытки уничтожают не только общество, и чтобы понять серьезность этих нарушений, следует также помнить о том, что происходит в Армении из рук азербайджанцев. Тысячи людей подвергаются насильственному отношению. Многие были еще в советские времена, многие подвергались жестокому обращению, пыткам и изнасилованию. В 1988 году также началась волна ненависти против армян. И далее также армянские сообщества были подвержены нападениям со стороны Азербайджана, потеряли свои дома и рабочие места. Жертвы были подвержены избиению, травмированию, также применялись психологические пытки. Многие впоследствии были убиты, дома были уничтожены, пережившие остались с травмой. Эта резня напоминает нам о том, к чему приводит ненависть и применение пыток. Пережившие также требует того, чтобы были предприняты соответствующие меры. Мы понимаем, что многие события имели место, но последствий не было. Очень важным является то, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за свершившиеся действия. Следует приостановить эти действия, так, чтобы не допустить повторения этого страдания. Также в Азербайджане говорится об терроризме, в Армении говорится о так называемой антитеррористической операции под руководством Ильхама Алиева. Если действительно они говорят правду, то тогда в этом случае остается только один вопрос, на который следовало бы ответить. Но каким образом в результате антитеррористической операции 120 тысяч человек армян выехало из своих домов? Благодарю вас. Благодарю. Спасибо. Теперь Казахстанское международное бюро по правам человека и верховенству права, после чего Республиканское общественное объединение «Союз юристов Казахстана». Госпожа модератор, дамы и господа, я Анна Солодова, представляю Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности и коалицию НПО Казахстана против пыток. Позвольте обратить ваше внимание на актуальную информацию о положении по свободе от пыток в Казахстане. За последние годы Казахстан предпринял определенные шаги для улучшения ситуации с правом на свободу от пыток. Однако внесенные законодательные изменения, к сожалению, не создают целостного подхода к решению этой проблемы. Например, внесенные поправки в статью о пытках, в том числе разделение ее на несколько частей, имели практические последствия. В частности, дела о жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении сейчас могут рассматриваться сотрудниками полиции в форме протокольного дознания. Такая упрощенная процедура противоречит международным требованиям. Более того, по данным коалиции, ни одного дела о жестоком обращении зарегистрировано не было. Еще одним важным вопросом является недопустимость применения условного наказания по делам о пытках. Однако реформы уголовно-процессуального законодательства ввели упрощенные формы судопроизводства в виде заключения процессуального соглашения. Это создает реальные риски заключения соглашений по преступлениям средней и тяжкой степени, при которых обвиняемый может избежать уголовной ответственности. Серьезной проблемой остается и тот факт, что большинство уголовных дел о пытках прекращается. В результате дела редко доходят до суда, что лишает жертв пыток возможности обращаться в гражданские суды для взыскания морального ущерба. Компенсация жертвам пыток в Казахстане является одним из самых острых вопросов, несмотря на обязательства страны по международным договорам, по практике в рамках механизма компенсации. Неспособность государства проводить качественные и независимые расследования по делам о пытках не может служить оправданием для прекращения дел и оставления пострадавших без доступа к правосудию. Пытки наносят долговременные психологические и физические травмы не только самим жертвам, но и их семьям. В
Казахстане практически ежегодно появляется информация о трагических событиях в армии, включая наступление смерти. Коалиция считает необходимым включить данное ведомство в список учреждений, подпадающих под деятельность национального превентивного механизма. Коалиция разработала и презентовала единый законопроект об НПМ перед государственными органами, Офису уполномоченного по правам человека и международным организациям. Законопроект соответствует факультативному протоколу рекомендациям 4 механизмов ООН, включая подкомитет против пыток и Совет ООН по правам человека. Казахстану необходимо предпринять решительные шаги для создания эффективной законодательной системы, которая обеспечивала бы независимые и беспристрастные расследования, а также полноценные процедуры компенсации и реабилитации для всех пострадавших. Коалиция НПО Казахстана против пыток и Казахстанское международное бюро призывает органы государственной власти. Спасибо за внимание. Благодарю. Excuse me, because there was a Прошу прощения, тут как бы часы перестали работать. Вы уже свои 3 минутки исчерпали. Спасибо. Ну, огромное вам спасибо и прошу прощения, что мы тут прервали. Теперь Республиканское общественное объединение «Союз юристов Казахстана», после чего Movement Democratic National du Turkmenistan. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Серий Беркамалов, я представляю Казахстанский союз юристов. Вопрос предотвращения пыток в Казахстане является, несомненно, одним из наиболее острых и в общественной и правовой дискуссии. Их искоренение является одним из важнейших условий восстановления доверия к государству в целом. Следует признать, что в этом направлении у нас есть позитивные изменения. Это передача пыток к исключительной последственности прокуратуры, это переход медицинского обеспечения заключенных к Министерству здравоохранения и, самое главное, обеспечение неотвратимости наказания. Конечно, еще не 100%, но 90% преступников получили лишение свободы. Это обнадеживающий, но не самый лучший показатель. Здесь я считаю необходимым отметить и роль гражданского общества, внимание которого к таким резонансным делам обеспечивает гласность, повышает ответственность правосудия. Вместе с тем имеются и проблемы, которые пока не нашли своего разрешения. Я полагаю, что полное искоренение пыток обусловлено кардинальными мерами в системе расследования, привлечения к ответственности и исправления осужденных, среди которых, по моему мнению, должны быть: первое, передача всей пенитенциарной системы и мест предварительного заключения в гражданскую сферу, а именно в ведомство Министерства юстиции. Полагаю, мы должны вернуться к обсуждению этого вопроса в Казахстане. Второе. Жертвы пыток зачастую лишены профессиональной юридической помощи. Если дело не получает общественного резонанса, они фактически не могут рассчитывать на адекватную защиту и представление их интересов в судах. Мы считаем, что государство должно обеспечить оплату юридической помощи адвокатами. И опять мы возвращаемся к вопросу о восстановлении доверия народа к правительству. В преддверии референдума по вопросу строительства ядерной электростанции правительство Казахстана вступило в диалог с общественностью. Ни одна другая страна в Центральной Азии или за ее пределами пока не решалась на такой шаг, как референдум по ядерной энергетике. К сожалению, этот факт был упущен Бюро по демократическим институтам правам человека при принятии решения о принятии приглашения Казахстана в участие в усилиях по проведению референдума. Это решение мы считаем упущенной возможностью для авторитетной правозащитной организации участвовать в демократическом процессе в Казахстане. Не нужно забывать, что вопрос доверия – это вопрос злоупотребления доверием. Мы знаем, что демократические нормы в Казахстане подрываются преступниками и криптократами, маскирующимися под защитников западных ценностей. Яркий пример – это господин Аблязов, бывший государственный чиновник Казахстана, который бежал из страны после того, как обокрал местный банк. Когда западные лидеры оказывают доверие этим людям и их организациям, они сами подрывают демократические ценности. В течение 2 десятилетий Аблязов использовал украденные им средства для отмывания своей репутации на международном уровне как защитника прав человека и лидера политической оппозиции. Заявление о том, что человек является защитником прав человека, не исключает того, что он может быть преступником. Если наша цель состоит в том, чтобы искренне поддерживать права человека и демократию, нам необходимо провести тщательную проверку, проявлять осторожность, прежде чем одобрять слова и действия тех, кого мы ошибочно ставим на пьедестал в качестве защитника прав человека. Спасибо. I thank you. Спасибо. Слово предоставляется Movement Democratic National, Shwa Democratic Dur Turkmenistan, после чего Climate Observers Partnership. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум всем.
Именем милостивого и милосердного Бога, создавшего нас Творца Аллаха. Здравствуйте, дамы и господа, и благодарю модератора за предоставление слова. Самое бесценное существо в мире, созданное Всевышним Творцом, это, конечно же, человек и все человечество вместе. Для чего и созданы в последние 100 лет совместные демократические организации для того, чтобы защищать человечество от дискриминации, от неуважения и от всех остальных, о которых сегодняшним днем говорят, и очень много коллег произнесли это вслух, не буду повторять. И в том же самом Организация Объединенных Наций или то же самое ОБСЕ, на котором мы находимся, они, конечно же, созданы для защиты прав человека в демократическом обществе. И мы, как видим, в нашем туркменском обществе, это, к сожалению, работает в оборотную сторону, потому что правители в данное время в лице Сердара Бердымухамедова, сына Гурбангулы Бердымухамедова, они с каждым днем все хуже и хуже заводит народ под страх, под сталинские репрессии, неработоспособность правозащитных организаций. Но люди все равно делают все возможное. И хочется вот тут обратить внимание, какая цель у человечества и какие мы должны быть. Кто является террористом? Человек, который призывает творить добро, или же повиннишь творить добро, как по-польски это звучит, или же тот, который разрушает цивилизацию. И сегодня на примере Туркменистана или других бывших советских республик, включительно, конечно же, в основном Средней Азии, и там мы видим, что цивилизация разрушается именно там, на глазах у всего сообщества. Каким образом? Приведу простой пример. Разрушить цивилизацию сначала надо разрушить семью. Что мы видим в Туркменистане? Мы видим миллионы семей, детей, сирот, родителей которых из страха возвращения в страну, попасть в тюрьмы или попасть в пытки. Или же недавняя информация, которая нам поступила неофициально уже от 2023 года, как открылись границы после пандемии, в Туркменистане более 50 тысяч человек заключены под стражу, и неизвестна их судьба. А также разрушили семью, это раз. Второе, они разрушили образование. Учителя, которые представляют науку и образование в Туркменистане, абсолютно не ставятся ни в какой пьедестал почета. Их никто не уважает, даже ученики, потому что и учителя им не могут давать правильные знания, потому что детей учат каждый день хлопать в ладоши и восславлять этого никому не нужного вождя, возомнившего себя кем-то. И третье, конечно же, почему они нас уничтожают и продолжают свои пытки, это уничтожить у народа людей, кому они могут подражать ради борьбы за свободу и права человека. Благодарю всех за внимание. I thank you. I will... Огромное спасибо. Хочу обратить внимание, что мы уже приближаемся к дополнительному списку. Чем короче высказывание, тем больше представителей может выступить. Climate Observers Partnership, после чего Союз прав человека беженцев из Нагорно-Карабахской республики. Climate Observers Partnership. Огромное спасибо. Пытки в Азербайджане стали инструментом не только по отношению к критическим инакомыслящим, но также в отношении представителей гражданского населения, а также это преступление против военных. Было отмечено, что более 200 военных пытались военными Азербайджана. И 7 погибло в результате пыток. Более 10 стало лицами с инвалидностью, поэтому пытки массово применяются с согласия Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, которое контролирует всю пенитенциарную систему в Азербайджане. Министр юстиции тоже не обращает на это внимания.
Применение пыток против политических оппонентов санкционируется президентом Азербайджана. Как вы знаете, будет проводиться климатический саммит в Азербайджане, в Баку, и применяются пытки по отношению к правозащитникам и известным журналистам, которые задерживаются в ходе новой кампании против гражданского общества. Создатель независимого СМИ «Абзац» Хасан Ли пострадал от сексуального насилия в СИЗО в Баку, в столице. Второй известнейший политзаключенный Газимов, научный деятель, и он тоже пострадал от пыток. Кроме физического насилия, он стал жертвой бесчеловечного обращения и унижающего его достоинство, поскольку его мочой облили и заставили погрузить голову в туалетную раковину. Фазир Гасимов по надуманным политическим причинам был задержан с 70 килограмм, он похудел до 40 килограммов и теперь не в состоянии самостоятельно передвигаться. То есть у него очень серьезное состояние здоровья, и, скорее всего, он скоро уйдет из жизни, если ему не помочь. Кроме физического насилия, психологическое насилие применяется со стороны пенитенциарного учреждения по отношению к заключенным. Пенитенциарная администрация в Азербайджане, например, использовала провокации со стороны одних политзаключенных по отношению к другим заключенным. Азербайджанское правительство и омбудсмен Азербайджана говорят, что нет пыток в Азербайджане, и мы призываем международные институты заставить освободить всех наших политзаключенных, и надо прекратить пытки в Азербайджане. Благодарю вас. Слово предоставляется Human Rights Union Союза прав человека Нагорно-Карабаха, беженцев Нагорно-Карабаха, и затем Ассамблея People of the Caucasus. Благодарю вас. Меня зовут Барен. Я представляю Союз прав человека беженцев Нагорного Карабаха. Я обращаю ваше внимание на применение Азербайджаном действий в рамках так называемой антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Мы получаем сведения, что Азербайджан использует также наемников и другие вооруженные формирования с Ближнего Востока. Более того, мы понимаем, что такой тип вооруженных действий является не только нарушением международного права, но также нарушает региональную глобальную стабильность. Террористы работают вне официальных вооруженных формирований, а также действуют, избегая какой-либо ответственности. Мы получили достоверные сведения о действиях этих боевиков, в том числе они используют внесудебное убийство, также проводят многие варварские действия. Использование террористических групп на территории Нагорного Карабаха имеет очень сильные последствия для региональной безопасности. Действуют негосударственные акторы, которые совершают акты насилия. Международное сообщество, такие организации, как ОБСЕ, должны принять твердые меры по отношению к вопросу неприменения террористических формирований в ходе конфликта. Следует остановить рекрутацию, набор финансирования действия террористических групп. Завершение. Борьба с терроризмом – это общая ответственность.
Мы должны работать сообща и обеспечить защиту невинных граждан от также ужасных действий. Благодарю вас. Большое спасибо. И если вы выступаете менее 3 минут, тем больше человек может потом выступить с дополнительного списка. И в конце выступят наши докладчики. Ассамблея народов Кавказа, а затем организация Redress. Ассамблея народов Кавказа. Ассамблея народов Кавказа отсутствует, и Redress теперь. Лара Найтгелл. Redress 30 лет тому назад было основано Кем Майклом, который является пережившим пытки. Майкл пережил пытку, ему сломали ноги, и он сказал о том, что надо дать вооружение гражданскому обществу, чтобы бороться за переживших пытки. Пытка нарушает жизнь человека. Это означает, что мы теряем дух, теряем силу. Переживший страдал от этого. Многие виды насилия остаются безнаказанными. У потерпевших от пыток есть право на восстановление справедливости. Я обращаюсь к ОБСЕ, чтобы совместно с пострадавшими составлять соответствующее законодательство, чтобы конфисковать собственность от преступников, чтобы применять санкции, чтобы предоставлять средства из замороженных средств. Челси футбол клуб. Этот Абрамович в 2022 году продал этот футбольный клуб за огромные деньги. И можно было бы из этого финансировать восстановление справедливости по отношению к жертвам в Украине. 2,5 миллиарда. Представьте себе, что можно сделать за такие деньги, чтобы поддержать пострадавших пыток, от сексуального насилия, от преступлений против человечности. Мы призываем Великобританию, Португалию освободить эти денежные средства, замороженные на счетах, чтобы помочь пострадавшим от пыток. Канада и Эстония разрабатывают законы, чтобы реальным было использование средств, отобранных у преступников. Я призываю мою собственную страну предпринять меры. Пожалуйста, на каждом этапе вовлекайте пострадавших от пыток. Благодарю вас за краткое выступление. Теперь слово предоставляется Alma-City Bar Association и затем солидарность со всеми. Благодарю вас, госпожа Мадар. Меня зовут Исабра Марова. Я из Казахстана, из региональной адвокатской ассоциации. Мне предоставлена честь выступить и обратиться к участникам этой сессии с очень важным вопросом, связанным с человеческим достоинством. Начнем с позитивов. Несколько лет тому назад дела по пыткам, совершаемым полицией, рассматривались должным образом. Однако теперь все дела поступают в прокуратуру. И теперь здесь мы должны теперь обеспечить то, что эти расследования будут проводиться должным образом и прозрачно. Одним из более сложных вопросов, с которыми мы столкнулись, это состояние здоровья заключенных. В прошлом состояние здоровья контролировалось тюремным персоналом. Это означает, что здесь могли быть также и определенные вопросы, связанные с учетом приоритетов пенитенциарной системы. И в настоящее время за наблюдение состоянием здоровья должно отвечать Министерство здравоохранения. То есть теоретически это означает более беспристрастный подход.
Однако появилась новая проблема. Эта система сама по себе не работает, так как предусмотрено заключенный не всегда направляется под соответствующей охраной в здравоохранительное учреждение. Более того, также применяется видеонаблюдение. Да, в настоящее время установлена видеокамера для того, чтобы мониторовать места в тюремном заключении. Однако устанавливаются также и видеокамеры в несоответствующих местах. Более того, следует подумать также о статусе заключенных, потому что, например, люди, те, кто سلام و درود دوستان. حاضر من میخواستم در حوزه کنفرانسی که امروز در ورشو گذاشته شده است با رهبر کمیته شهروندی نجات گروگانو و زندان سیاسی ترکستان با ایشان عبدالستار یعنی عبدالستار بوی صحبت بزنیم درباره همه ژورنال و ما فعالیت کمیته که در همین در یک سال یک بار ما همچنین ژورنال پیشکش جامعه جهانی می‌کردیم درباره همین می‌خواستم صحبت کنم. محترم رویشان اگر اینا خود می‌گفتید که چند سال در این کنفرانس ها کمیته شما موضوع پیشنهاد می‌کنه برای مردم علامت یکی مردم ژورنال ها در پیش ما هستند. حالا لطفاً می‌گید که در همین ژورنال ها کدام موضوع ها کدام مسئله ها بررسی می‌شود و برای چی این کار کردن می‌شود؟ خب سلام و درود حضور همه عزیزان و افرادی که ما رو می‌بینن صدا و می‌شنون. به نام خدا بخشنده مهربان. من از سال 2016 تا سال تو این زمین همیشه در جلسه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا شرکت می‌کنم. خب و وقتی که از سال 2018 این طرف به مدت 6 سال هست که کمیته فعالیت دارد و در این 6 سال ما با اون سالی که پاندمی بود نتوانستیم که مجله کمیته را نشر کنیم و 5 مجله ما در این مدت 6 سال کار کردیم. من یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم و پنجم اول از بود با تاجیکستان جنوب ژرفی به کشور رومانیا این هم بود. خود که در این و همه معلوم از مردم این دسترس کردن. دومش هم تاجیکستان خراج رپرسی اینش بود. خب دیگر این سومش تاجیکستان وضع اسفباری حقوقی انسان این دو یکی نشون که کاملا این یکم بله بله یکم مثلا حساب کنید. یعنی دوم مطلب ژورنالی که کمیته آماده کرده است بله با سال فرانسه رقمی که بود این رقمی که برای ما خیلی همین مهم بود. ما خواندم شناختم واقعا عجایب است. الان چهارمش همین چهارم است که درباره اون چیزی که بدخشان گذاشته شد نقص کشی در بدخشان. این پنجم است تاجیکستان. این نو ژورنالی که نو این سال اومده شده است برای جامعه جهانی پیشنهاد شد. حالا لطفاً میگفتید که این ژورنال ها از کدام حساب و کیها مؤلفان از کیها مطلب اومده و از کدام حساب اینو نشر می‌کنند. خب ببینید این سال در مجله پنجم ما 24 مطلب نشر کردیم. 24 مطلب در اینجا مطلب ما هم هستن و مؤلفان هم گفته شدن. اما در اینجا زحمتی اعضای کمیته که خودتون بگفته اعضای کمیته هستید هر یک نفر برخی توضیح مطلب آماده میکنن به زبان تاجیکی اونو بعدا ما به زبان روسی و انگلیسی ترجمه میکنیم و بعد چاپ میکنیم. و نشری شما سوال کردید که نشری این از کدام صوب است. این از همه حسابی برادران مبارزان شخصانی فعالان سیاسی که در کشور اروپا هستند کمک میکنند و اینطور شما شاهد هستید که ما اعلان میکنیم و مبلغ جمع آوری میکنیم و این نشر میکنیم. و امسال هم با زبان تاجیکی وضعی زبان حقوق بشر و با زبان انگلیسی من ترجمه کردیم که حالا دسترس مردم کردیم هر روز تا دو ژورنال دو زبان. بله. خب حالا به نظر شما همین مطلب هایی که ژورنال هایی که هر سال نشر میشه و حالا اینجا میبینیم که خیلی از کشورها نماینده های کشورها اونها رو میگیرن میخوانن. بله. تا کدام حد همین ژورنال یا همین کار کمیته رسالت خودش را انجام داده شده؟ آیا این تاثیررسان هست یا نه؟ واقعا هم خیلی تاثیررسان است. ما از سالهای قبلی یک چند عدد برای خودم در بایگانی و در خانم مونده بودم
و هر سالی که در اینجا این شخصی صحت دوید میگردد خب دیگه همون بگیم که نمایندگان سازمان های حقوق بشری حتی دیروز یک نفر شما اینجا شکایت کرد که برای من گفت دو تا از همون سالی 2021 دونه بازکن روسی لازم است. وقتی ما از این داشتیم و دونه برای اون دادیم و دسترس شد. خب این با مجله های ما مجله های کتاب به همه سازمان های بین المللی مثلا رسانده میشه و مهمانانی که حدود 700 نفر شرکت میکنن ما بدید که از دینا تا امروز 300 دونه در اینجا قریب بودیم. اینا با آوردیم 175 دینا بود با امروز چند تا دیگه آوردیم که هم خیلی هم طلبگار دارن و به همه سازمان ها میرسن. وقتی که مردم نفرانی که ما با زبان تاجیکی زیاد نشده میکنیم اینا برای نفرانی که اون پناهندگان سیاسی که میان خب باید اون صحابایی که خودشون پناهنده میسپرن باید در با فقط دلیل گپ دارن از اونجا هم فقط دلیل میگیرن. خلاصه اینا به همه کشورها رسیدن. من در دادگاه های نفران سیاسی شرکت میکنم در کشورها همیشه اون وکیلان دفاع از اینها در دادگاه ها در نزد شما از اینها فقط دلیل میارن و از اون زیدنمایی خود نمایان میکنن. ما اصلا درباره زبان ها گفتید من خیلی میبینم در سالهای گذشته این مجله ژورنال کمیته با 3 زبان نشر میشه. بله فرانسوی انگلیسی روسی و تاجیکی نشر میشه. این سال 2 زبان نشر شد. سببش چیه؟ و دیدم که اون سال هم در فرانسه ترجمه کردن و شکلی حالا این به زبان تاجیکی و انگلیسی نشر شد. ما کمی وضعیت مالی نداریم. خب شما میبینید که خب دیگر سازمان ها هم وعده میکنن که ما همکاری میکنیم. خب اینو بر سبب هایی که شما معلوم ما زیاد نمیخواهیم که با پول گرانت ها اینو کارو نکنیم. یکی من موفق شدن کمیته رو در آن میبینم که ما از هیچ جا پول نگرفتیم. زیرا که جایی که کم ترک پول میگیریم و در اونجا اگر 10,000 نمیدونم یورو بیاد مردم میگن که میلیون ها میگیرن در جای خود میدونن. خوشبختانه امروز در کمیته ما زودتر از 20 نفر فعالیت میکنن. هم مردم این موضوع رو تیار میکنن از حساب خود ترجمه میکنن به زبان روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی. ما میکنیم کدام شکل زور مانو هستن شکل الکترونیک را بله مثل زبان فرانسوی بله در سایت ها میمونه و مردم دسترس میشه و بسیاری مردم حالا از این هم روز زیادتر به شکل الکترونیک احتیاج دارند میخواهند. حالا غیر از کمیته از همین سازمان های حزبی تاجیکستان هستن غیر از کمیته شما دیگر سازمان و حزب‌های هم چنین مباحث آماده میکنن؟ منظورت برای ژورنال منظورتون احزاب سیاسی مخالفین؟ بله ولی من این سال خب دیدم میبینم که در اینجا خود شکلی مجله ژورنال باشد ولی دیدیم در اینجا که پیمان ملی تاجیکستان چنین عکس‌ها را آماده کرده در شکل خیلی خوب و اون مایکه ها فوتبال که در اونجا رمزانی زندانیان آزادی زندانیان نشان شده است. ولی در از همه نمایندگان مختلفین خب کمیته شهروندی که در بلوان سیاستان هر سال فعال است. با جز اون سالی که پاندمی افشید و نشستی صحه دایر نگردید دیگه همه سالها واقعا هم برادران در کمیته بودن که شخصا شما بیمسید در اعضا هستید و خدمت میکنید. من در استفاده از این لحظه ها از همون برادران تشکر میکنم. واقعا کمیته اعضای کمیته خدمت میکنن. امید است که در سالهای آینده دیگر اعضای سیاسی و بگیم که گروه ها هم فعال میشن و فعال هستن ولی هم تو مجله نمیبینم و ندیدم. حالا اصلا نگذارید که در حاشیه همین کنفرانسی همین ساله بایگان سازمان ها بایگان شخصیت ها موفقی داشته در مورد چی موضوع ها صحبت کرده من رابطه با سازمان بین‌المللی چی طور بله ما همیشه با همه سازمان ها در رابطه هستیم موفقی را انجام میدهیم. خب امسال ما از نام خود کمیته ما هم 4 نفر دعوت شده بودن در این نشست 3 نفر آمدن شرکت کردن و 1 نفر دیگر حالا در صدد آمدن است و ما با سازمان ها دیروز هم با چند از سازمان ها با هم ارتباط کردیم و با نماینده خود سازمان امنیت همکاری معاون رئیس در این شرکت داره صحبت شدیم و سازمان مطرح شدن و بعد دیگر سازمان هایی که دیروز ما در اینجا نشر کردیم مخالفت کردیم و
اینا البته ما هر وقتی که با اونها می‌کنیم خوشبختانه فکر میکنم همین زحمت مجله های نفران کمیته هستن که با ما خیلی چی هستن آشنا هستن و میگن که ما در همه اون مطلبایی که شما آماده میکنید در سویت زندانیان میگن ما بیشتر باید بونیروسی اندیشه خودمون دیگه هر مطلبی شما تبلیغ میکنیم و میفهمیم که در تاجیکستان چه قضیه چه وقتی میگذرد و حکومت دیگر تاجیکستان چه بالای سر مردم میبرده. وایشان حالا در کنفرانس هم مردم که اومدن از این دیدید که 57 کشور خطا نکنم 58 کشور روز این سازمان هم تنها 3 کشور نآمدن روسیه و بلاروس که آنها خودشان اعلام کردن که نمی‌بینند اما نماینده تاجیکستان بیگم خیلی آگاهی یعنی حضور ندارند شما ذکر می‌کنید در خاطر چی اونها نیستن این طوری سازمان بودن نمی‌کنن یا البته در سازمان‌های در نشست‌های صلح قبلی نمایندگان حکومت تاجیکستان شرکت می‌کردند ولی با خود درآمدی نماینده خالقان در بلژیک می‌خواستم اون رو در اکیپ بذارم و صحبت ادامه بدیم. خیلی خط بدن هم ادامه Таджикистан уже многие годы является государством, где грубо нарушаются права человека. А пытки стали повседневной практикой в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Сегодня в Таджикистане царит атмосфера страха, насилия и террора. Ситуация напоминает сталинский период советской истории, когда малейшая критика или несогласие с политикой действующего режима приводит к арестам, жестоким пыткам и длительным, а порой пожизненным тюремным заключениям. Страна уже давно превратилась в диктатуру, где правящая власть с помощью массовых арестов и заключений стремится вселить страх в сердцах граждан, вынуждая их полностью подчиняться авторитарному правителю. Мы хотим привлечь ваше внимание к проблеме политических заключенных и систематических пыток, которым они подвергаются в следственных изоляторах и тюрьмах Таджикистана. Правительство Таджикистана по сфабрикованным обвинениям лишило свободы более 1000 граждан, многие из которых получили большие тюремные сроки лишь за то, что их взгляды не совпадают с позицией действующего режима. Эти люди годами подвергаются жестоким пыткам. Многие из них страдают от тяжелых заболеваний, таких как гипертония, болезни сердца и диабет, требующих немедленного медицинского вмешательства. Однако власти в стране игнорируют их состояние. 27 июля 2024 года в тюрьме скончался Мухаммад Али Файз Мухаммад, один из лидеров оппозиции, сыгравший важную роль в установлении мира в Таджикистане. Его смерть в возрасте 65 лет была неестественной, а стала результатом халатного отношения и преступного безразличия со стороны администрации колонии. Ранее десятки политзаключенных, оппозиционеров и общественных деятелей на примере Бобоев Абдусатор, Джалалдини Махмуд, Раджабали Адинаев погибли в тюрьмах Таджикистана из-за пыток. Только 2022 года по разным причинам, в том числе от болезней, скончался 61 заключенных. Мы призываем вас предпринять следующие действия. Потребовать от правительства Таджикистана немедленного выполнения всех международных обязательств, которые оно на себя взяло без каких-либо условий. Второе. Рекомендуем запускать московский ОБСЕ в Таджикистане. Спасибо. I thank you and Pastor. Огромное спасибо. Теперь Ассоциация центральноазиатских мигрантов. Осталось менее получаса, чтобы еще осталось несколько минут для нашей докладчицы. Ассоциация центральноазиатских мигрантов, а после них Центр Ноила, регион Навой. Центральноазиатские мигранты. Уважаемые коллеги, дамы и господа. Я Мирза Раимкузов, представитель Ассоциации мигрантов Центральной Азии в Европе.
За год, прошедший с нашей конференции БДИПШ об ОБСЕ 2023 года, по сегодняшний день в Таджикистане ситуация с произвольным содержанием и содержанием людей в критичных условиях без доступа к адвокату и медицинского обслуживания многократно ухудшилась. Продолжались также похищения граждан Таджикистана в третьих странах, так как граждане Таджикистана, руководитель группы 24 Сохроб Зафар и его соратник Насим Шарифов загадочным образом исчезли в Турции, где они находились под международной защитой по линии УВКБ ООН по делам беженцев. В течение более 2 месяцев о них не было никаких известий. Они не имеют доступа к адвокатской защите и медицинскому обслуживанию. В общей сложности задержанию подверглись до полусотни граждан, в числе которых общественно-политические деятели, адвокаты, журналисты, представители творческой интеллигенции и просто граждане. Продолжались репрессии на Памире. Задержаны более 30 молодых людей в Язгламской долине по сфабрикованным обвинениям, судьба которых остается неизвестной. Все дела проходят под грифом секретности. Суды проходят в следственных изоляторах без доступа общественности, что позволяет следственным органам неограничение возможности применения пыток в отношении задержанных. Но я здесь хочу подчеркнуть одно, что силовые структуры Таджикистана не скрывают об задержанных, но о них дают знать через месяц-два и более. Благодарю за внимание. devam ettiğim yine belirtti olmadığını yapıyor. İnanılmaz bir tür soru başı tercih چند گفتی صحبت قبل می آمدن وکالت‌های انسان نماینده عدالت خارجی تاجیکستان بوده ما در اینجا سخنرانی هم داشتیم چون سخنرانی‌هاشون به اساس بود و نمایندگان اپوزیسیون از احزاب سیاسی تا از پیمان ملی تاجیکستان دولتشان بود از بیانیه‌های انسان انجمن تاجیکستان اساساً مهاجران و دیگر و نمایندگان اپوزیسیون که اینها رو نکردن با فرد و سناریوهای قوی من فکر می‌کنم که یا نتونستن که اون فاکتورهای زمان بود نبودن زندان سیاسی رو این کار میکنه که در مورد سیاسی استقلال دنیای ایران بدونن و در اینجا فکر میکنم که در جواب اپوزیسیون شکست بودن و یک از سبب نیامدنشون هم همین است و شاید با دیگر سبب‌ها هم داشته باشد که اینا از خیلی بلاروسی هست зависимость مثلا چی باشید دیگر اما چی هستن وابستگی هم وابستگی دارم شاید این هم سبب شده باشه سوال آخرین من میشه است که بگویشم این همه کار وکیلیت دارن این همه جورنال وکیلیت دارن جامعه جهانی وکیلیت کنه که اصلا افراد حقوق بشر افرادان اقدام میشه این همه وکیلیت حکومت رو بهتر بینه که فشار بالای پولیفون سیاستر میشن میکنشون در افغان بیشتر میشن و شما مسئولی میشن اما در خود تاریخ سرگرم خود اکرام میدونیم که مسئولی رو ریاست میدونیم آیا این فیچرها این وکیل‌های مفهومات پیش راهی رو داشته می‌توانند؟ نه ما پیش راهی فعالیتی می‌کنیم پیش راهی بله بسیاری از اعضایان حکومت مثل شما دیگر برای من در تاجیکستان هیچی نمونده است یعنی سرمایه همه چیز رو گرفتن و فلان هم یک خونه که در یک قشلاق دوردستی ولایت شبکی یا بسته کنم قشته گرفتن خب دیگر هیچی نموند خانواده را تا درجه دیگر عذاب و اذیت کشیدن که خب به اکثر برادران و خواهران هم یک قسمشان از کشور خارج شدن در خارج کشورن یک قسمشان رو به سختی میبرند ماه این است که یک بار نبرند و ما در نزد دوربین مقابل من و مقابل فعالیت‌های ما دولت می‌ذارن این خیلی همه وقت هست ولی ما دیگر به این عادت کردیم باید که ما وظیفه خود می‌دونیم
طرز انسانی خود میدونیم که از ملت از مردم بخصوص چون ما در کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندان سیستان فعالیت می‌کنیم تا امروز یگان سستی یگان کمبودی از هیچ اعضای کمیته نداریم. خب مسلم است که بعضی ها فعالیتشون دیگر زیاد میشن در دیگر سازمان حرکت ها با رخصت با اجازه میروند و باقی مانده ما در کمیته دوستان همه اونا در تاجیکستان مشکلات دارند، پرابلم ها را دارند، خب مال هاشون میگیرن، نزدیکانشون عذاب میکنن. برای دوستان ما روز به روز هم باز حالتشون قوی است و انشالله که در آینده هم فرصت خواهیم می‌کنیم. اگر چنده که ما امروز دیگر تنها که یراق ما همین قلمی ماست و این مجله ما در دنیا و همه سازمان ها هر روز جنایت هایی در تاجیکستان از طرف رژیم تاجیکستان خب رخ میدهد بالای مخالفین و بالای آزاداندیشان ما اینا را و تمامی سازمان‌های بین‌الملل و کشورهای دموکراتی می‌رسونیم که دنیا باید بداند چه این است و انشاءالله البته اینا به تاثیر نیستند. هر چیز در جای خودش، هر مبارزه در جای خودش. سلامت و خدمتشان بسیار تشکر که تشکر از شما و از این برادران نوار گیرنده. زنده باشید. دستی کل شما در نکنه. Prosperity. National Endowment for Национальный фонд процветания с нами. Независимые правозащитники, после чего Институт демократии и прав человека. Добрый день, уважаемые участники СМИТа и госпожа Малираша. Меня зовут Муаззама Кадырова, я являюсь таджикским адвокатом и независимой правозащитницей. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на тревожную ситуацию, жестокое обращение к гражданам и клеймо террористов в Таджикистане. Режим Рахмона никого не жалеет на своем пути, даже своих сторонников. В последние годы власти Таджикистана усилили свою репрессивную политику против оппозиционных сил, скрывая ее за риторикой борьба с терроризмом и экстремизмом. Под этим предлогом они принимают систематические меры направления не только на преследование политических оппонентов, но и подавление их родных как внутри страны, так и за ее пределами. На фоне глобальной борьбы с терроризмом таджикские власти с успехом используют международные структуры для легитимации своей политики репрессий. Одним из методов борьбы с оппозицией является давление на ее родственников, оставшихся в Таджикистане. Родные политических активистов сталкиваются с преследованием, запугиванием и арестами. Их обвиняют в соучастии в действиях оппозиции, даже если они не участвовали в политической деятельности. Эти меры нацелены на создание атмосферы страха и подавления среди оппозиционеров, чтобы заставить их замолчать или прекратить свою деятельность за рубежом. Одним из ярких примеров ареста и давления на членов семьи политических деятелей, таких как Алим Ширзамунов, заместитель председателя форума свободомыслящих форума Таджикистана, Шавкат Мухаммади, Мухиддин Кабири и другие. Они неоднократно становились мишенью для спецслужбы, подвергались угрозам, арестам и тюремным заключениям. Эти репрессии касаются и других членов оппозиции, активистов, так же как фонд Бузургмедиюрова, которые также привлекают внимание международных организаций к нарушениям прав человека в стране. Одним из самых тревожных аспектов преследования оппозиции – это выдворение политических активистов из страны, где они получают убежище, используя механизм экстрадиции или ареста оппозиционеров за рубежом. При этом их обвиняют в терроризме или экстремизме. Хотя на деле большинство этих обвинений имеет политическую мотивацию. Примером таких действий могут служить случаи с Сухробом Зафаром, Насим Джон Шариповым, Ибрагимом Донюрзода, таджикским оппозиционером Сулаймон Давлатовым, Фарухом Икромовым и Абдулло Шамсидинов и другими. Продолжается, к сожалению, репрессия в Габау, именно в Язгулуме. Кроме этого, власти Таджикистана активно работают с некоторыми соседними странами для принудительной депортации политических оппонентов. В таких случаях многие активисты подвергаются подпиткам и жестокому обращению после возвращения на родину. Действия таджикских властей вызывают критику со стороны международных правозащитных организаций. Однако реальных мер против режима практически не принимается. Спасибо большое. I thank you, madam. Огромное спасибо. Институт по демократии и правам человека, после чего партия Исламского возрождения Таджикистана. Уважаемые члены сегодняшнего нашего форума, участники, я бы хотела внести ясность по поводу
утреннего выпада господина Бурханова и рассказать о своей деятельности. Центральноазиатский форум развития интеграции, я являюсь одним из соучредителей, и поэтому я вчера позволила выступить себе, чтобы не упустить очередь. Мы видим, какая большая очередь. В настоящее время я являюсь членом комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод при омбудсмане Узбекистана, а также наша организация является членом международной сети по пенитенциарному образованию. И с учетом, что прогресс в сфере прав человека и, в частности, предотвращение пыток является одним из показателей уровня развитости демократии в стране, вопросы соответствия национального законодательства в этой сфере международным стандартам имеют важное значение в рамках осуществляемых реформ для Узбекистана, строящего правовое демократическое государство. Исходя из статуса неправительственной организации, мы являемся неправительственной организацией, мы финансируемся только международными организациями, Институт демократии и прав человека, ЮСАИД, Евросоюз и так далее. И поэтому в отношении ГОНГа господин Бурханов несколько был неправ. Одним из эффективных средств обеспечения упреждения негативных процессов в местах лишения свободы является обеспечение общественного контроля над местами содержания под стражей и внедрение НПМ. Как член комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод при омбудсмане Узбекистана я неоднократно посещала и посещаю места лишения свободы. Даже с представителем Human Rights Watch, господином Стивом, мы были в Новоильской области. Кроме этого, в рамках реализации проекта Евросоюза взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в ресоциализации осужденных совместно с омбудсманом, филиалом немецкой Ассоциации народных университетов в Узбекистане в целях повышения квалификации сотрудников проведены обучение сотрудников пенитенциарной системы, где акцент был сделан именно на темы запрещения пыток и жестокого обращения, программы подготовки не только сотрудников правоохранительных органов, но и медицинского, педагогического персонала и других работников, которые могут иметь отношение к обращению с лицами, находящимися в местах лишения свободы. Таким образом, я хочу сказать, что со стороны гражданского общества и государственных органов принимаются активные, целенаправленные и системные меры по дальнейшему совершенствованию национального превентивного механизма, направленного на предупреждение и предотвращение. В заключение хочу сказать, что существует политическая воля и дальнейшее продвижение реформ в области прав человека, где, выступая на 46-й сессии Совета по правам человека ООН, руководитель отметил, что впредь будет жестко пресекаться все проявления пыток, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения. Большое спасибо за внимание. I thank you. Спасибо. Партия Исламского возрождения Таджикистана, а затем Турция. Партия Исламского возрождения Таджикистана. Итак, теперь Турция. Пожалуйста, вам слово. Thank you, Madam Minister. Огромное спасибо, госпожа модератор, госпожа посол. У Турции нулевая терпимость по отношению к пыткам. У нас разработано законодательство, а также другие меры, чтобы расследовать и преследовать какие-либо проявления пыток и жестокого обращения. Пытки и жестокое обращение расследуются на юридическом и административном уровне. Турция продолжает конструктивное сотрудничество с структурами ООН и с Советом Европы в этой области. Если фиксируются такие случаи, то мы при сотрудничестве с этими институтами действуем соответствующим образом. Нет срока давности в случае пыток. Есть также обращение в суды, и тогда рассматриваются случаи обвинения в пытках. Комитет, омбудсмен, а также Институт по правам человека проводят мониторинг в пенитенциарных учреждениях. Это подчеркивает подход, основанный на нетерпимости по отношению к применению пыток. Есть соответствующие доклады правозащитных организаций, и нет
безнаказанности в данном случае. И, например, можно посмотреть на случаи лагеря Гуантанамо, где применялись пытки. И в США стоит обратить на это внимание. Дорогие участники, борьба с терроризмом необходимо, чтобы защищать права человека. Я хочу подчеркнуть, что то, что вчера сказала делегация США насчет определенного движения в Турции, это террористическая группировка, а не безопасное движение. В Турции в 2016 году эта террористическая группировка пыталась свергнуть власть. Это попытка свергнуть власть, попытка госпереворота, связана с деятельностью этого движения. 255 человек погибло, более 2000 человек пострадали во время попытки переворота власти. Это означает, что лидеры данной террористической группировки сейчас находятся в Пенсильвании, и мы не можем привлечь их к ответственности. Поэтому давайте будем объединять усилия по борьбе с терроризмом по отношению к террористическим группировкам. Террористическая группировка не может быть партнером сотрудничества. США должны предпринять соответствующие действия по отношению к перечисленным террористическим группировкам, которые также находятся в Сирии. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется Азербайджану, затем Италия. Благодарю вас, госпожа ведущая. Мы признаем, что право, что очень важным является не подвержение пыткам, и всегда следует проводить расследования по применению пыток. Следует также помнить о том, что военнопленные и гражданское население в заключении особенно уязвимо. В течение Армения нарушает принципы и правила международного права, международная норма. Также совершается военное преступление против азербайджанского населения. Проводятся пытки, также факты исполнения смертной казни по отношению к азербайджанским гражданским лицам, находящимся в заключении. И все это широкомасштабное явление, и это общепринятая практика, которая применяется вооруженными силами Армении. Тысячи азербайджанских женщин и детей пострадали от пыток и бесчеловеческого отношения, унижающего отношения. В 1992 году свыше 600 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, были убиты, жестоко убиты. 1275 человек были в течение нескольких часов были взяты в заключение армянскими силами. И более того, есть и видеоматериалы, подтверждающие военное преступление, совершаемое вооруженными силами Армении. Более того, судьба 4000 граждан Азербайджана, зарегистрированных как пропавшие без вести, все еще неизвестна. Есть новые факты, которые были определены после освобождения территории Нагорного Карабаха от оккупации, подтверждают, что действительно совершались преступления против пропавших без вести азербайджанцев. Также были обнаружены братские могилы. Собранный материал говорит о том, что азербайджанцы были убиты, расстреляны, либо подвержены пыткам, либо же были подвержены нечеловеческому отношению, в том числе унижению, голодованию и избиению. 602 человека были обнаружены таким образом в братских могилах, и человеческие останки также находятся и в других районах. К сожалению, эти нарушения не получили должного внимания и ответа со стороны национальных международных органов. Таким образом, безнаказанность также приводит впоследствии к глорификации преступников, и мы считаем, что виновных следует привлечь к ответственности. Благодарю вас. Thank you, sir. Огромное спасибо. Предоставляется слово
Италии. И на этом мы завершим, чтобы наша эксперт могла выступить с заключительным выступлением. Большое спасибо, госпожа модератор. Италия поддерживает высказывание Дании от имени ЕС. А теперь несколько слов с точки зрения нашей страны. 10 октября будем праздновать торжество насчет отмены смертной казни. Мы будем праздновать этот факт, поскольку как раз смертная казнь отказывает человеку в человеческом достоинстве и не должна применяться, поскольку это означает злоупотребление законом, и последствия применения смертной казни необратимы. Мы обращаем внимание, что применение смертной казни по отношению к уязвимым слоям, женщинам и детям, а также в случае сексуальной ориентации либо религиозных взглядов, это особенно беспокоит. В регионе ОБСЕ до сих пор применяется смертная казнь. В 2007 году Италия предлагает резолюцию по моратории на применение смертной казни. 10-я резолюция будет рассматриваться Генассамблеей ООН в текущем году. Партнерство между итальянским правительством и гражданским обществом это также показывает, что без национального диалога и сотрудничества невозможно достичь эффективных результатов. Мы высоко ценим работу гражданского общества, чтобы ни при каких обстоятельствах не применялась смертная казнь. Мы поддерживаем мероприятия для обсуждения этой важной темы. И именно ОБСЕ может сыграть здесь важнейшую роль. Руководство ОБСЕ по отмене смертной казни, а также текущая Варшавская конференция по человеческому измерению – это великолепный пример такого подхода. Огромное спасибо. Осталось 3 минуты для вас. Благодарю. Завершающее слово. Так, благодарю вас. Я постараюсь в 3 минуты подытожить некоторые ход дискуссии и рекомендаций, которые мы получили. Таким образом, мы заслушали в ходе общения о том, что есть определенный прогресс достигнут по механизмам предотвращения пыток в некоторых государствах-участниках, но также в большинстве случаев мы слышали о том, что есть постоянное использование пыток и жестокого обращения в разных формах и в различных контекстах. Мы также слушали информацию о пытках, которые принимаются в государствах-членах ОБСЕ. Мы также получили информацию и о применении пыток в других странах, а также не применение соответствующих механизмов, предотвращающих пытки в некоторых государствах-членах. Мы также заслушали информацию о применении пыток как физического, так и психического характера, который применяется в некоторых государствах-членах ОБСЕ, в том числе, например, массовое применение к смертной власти, сексуальное, гендерное насилие, недопущение контактов с членами семей и так далее, и так далее. Другие формы. Также обращается внимание на то, что пытки и жестокое обращение зачастую проводятся правоохранительными органами для того, чтобы заставить замолчать несогласных. Мы также принимаем к сведению то, что под флагом борьбы с терроризмом используются пытки, либо поддерживается, одобряется применение пыток. И, как отмечено, эти практики не только нарушают основные права человека, это также ухудшает состояние общества, в котором правоохранительные органы должны вести действительно борьбу, но это приводит на самом деле к циклу насилия. Мы также отмечаем, что есть отсутствие прозрачности и ответственности в случаях применения пыток, и пытки используются также как оружие в ходе вооруженных конфликтов. Примером является война России против Украины и другие конфликты, и другие контексты, о которых здесь мы говорили. И также мы отметили, что есть отсутствует соответствующие механизмы, либо проводится принудительное переселение населения, либо экстрадиция
в государствах, где эти люди могут подвергаться также смертной казни. Мы также заслушали информацию о том, что жертвы пыток уязвимы, в том числе это члены религиозных групп. Также это влияет на ситуацию положения правозащитников детей и женщин. Говоря о рекомендациях, государства-члены должны обеспечить, что будут применяться соответствующие национальные практики по предотвращению пыток. Более того, следует применить соответствующее применение правила Мандели, принципов Мендес. Также мы заслушали информацию о том, что следует проводить расследование по делам пыток, а также следует предоставлять доступ международным организациям для осуществления мониторинга, а также регистрировать дела. Следует обеспечить соответствующий механизм правовой защиты жертвам пыток, и жертва должна также быть осведомлена о определенных возможностях применения правовых мер. Это означает, что следует обеспечить также механизмы психосоциальной помощи, а также компенсации и восстановление ущерба. Политические заключенные должны быть освобождены. Следует также определить определенные механизмы правосудия, которые должны работать системно во всех государствах-членах ОБСЕ. Мы также слушали рекомендации касательно того, что государства-члены ОБСЕ должны пересмотреть свое собственное законодательство и практики, с тем обеспечить цель обеспечения неприменения пыток, а также следует пересмотреть законы, касающиеся ведения борьбы с терроризмом, которые зачастую используются для того, чтобы позволять на применение пыток. Также следует учесть вопросы прозрачности при разработке законодательства и национальных практик. Так и зачастую на национальном уровне используется подход засекречивания информации. Более того, следует вполне внедрить тиранское решение, которое также следует помнить о том, что в третьих странах также применяются пытки. Следует также обратить внимание на то, что по отношению к жертвам следует учитывать подход, который учитывает как пол, так и возраст, а также должное возвращение пострадавших в общество. Таким образом, чтобы не казалось, что мы будем способствовать очередным циклом насилия и вреда. Мы призываем все государства работать по принятию мораторию на применение пыток. Благодарю вас всех за участие, благодарю вас, госпожа посол, благодарю вас всех. Я также желаю поблагодарить вас за эту превосходную подытоживание трехчасового очень такой тщательной дискуссии. Благодарю вас. Я желаю поблагодарить вас всех, благодарю всех участников за то, что вы соблюдали правила ведения общения. Также желаю поблагодарить переводчиков. И я также желаю подчеркнуть то, что сегодня мы начинаем в 2:30 наши дополнительные встречи, и таким образом и завершается сессию. Благодарю вас. До свидания.